Все, началось. Всех Мгм. приветствую. Добро пожаловать в нашу первую встречу с гостем. Миша, мы тут, короче, начали такие дела делать. У нас IT-марафон как раз начался этой осенью, и мы решили за 3 месяца запустить 30 проектов. У нас Мгм. собралось 300 человек в этом проекте, которые более-менее будут активно участвовать. Вот этот проект организован совместно с коллаборацией с Dжилыз Академия. Мгм. Это Dжилыз Академия, они помогают, то есть Dжилыз Академия и другие организаторы из Америки, наши соотечественники, начали новый проект, называется Келечек. Это бесплатное обучение IT азам всем желающим на кыргызском и на русском языке. Вот, Келечек уже идет 4-й месяц, и ребята уже очень даже наловчились, делают разные логотипы, пытаются делать дизайны в фигме. Вот, и мы как раз для проекта Куздеми организовали такой конкурс внутри. Сказали, давайте сделайте логотипы, посмотрим, как у вас что получается. Поступило 56 вариантов. И Это мне очень было, много. да, мне было очень трудно выбирать, и потом решила, окей, давай я лучше позову профессионального дизайнера, вспомнил сразу про тебя, потому что с Мишей я работал вместе в Спалмалысе в Бишкеке, очень крутой дизайнер, очень талантливый, вот сейчас он очень тоже вырос, есть свои компании, ведет свой курс, тоже очень интересный, тоже успешный студент, поэтому я очень рад и рад, что ты согласился участвовать. Выбрал нам логотипы, кстати, результаты мы объявим после твоей презентации еще раз. Вот. И очень надеемся, что ты дашь такой свет надежды, как да, правильно делать логотипы, как лучше делать или вообще такой мать-часть, да, начальная. Мгм. Будет очень классно. Вот, поэтому даю слово тебе, пожалуйста, Так, сейчас. так. Я же могу шерить экран, да? Да, ты Вроде как можешь могу. шерить экран. Сейчас проверим, а то бывает, что все вообще ломается. Ну, бывает. Ага, секундочку. Если десктоп выбираю, все показывает, да? Да, Все, тогда давай десктоп. Тут, в принципе, я все лишнее я закрыл. Так, во-первых, все видно? да, не видно. А сейчас видно? Тоже вот Видно. очень важно. Так, все, прекрасно. Азамат, я могу начинать тогда? Да, можешь начинать. У меня сколько времени есть еще раз? Скажи, пожалуйста, чтобы я себе тайминг поставил, а то мы этот Ну, смотри, четкие мы, ребята. мы обычно можем сидеть 3 часа, поэтому Неплохо, да, да, неплохо. да, давай так что попробуем такой тайминг устроить. Ага. Первое, вот ты можешь примерно 40 минут, час рассказать про Мгм, презентацию, потом мы мгм, коротко объявим результаты конкурса, мгм. и Супер. дальше ребята будут задавать вопросы, типа, почему ты выбрал именно такой логотип? Мгм. Или Почему ты вообще выбрал такой логотип? Почему у тебя да, такие усы или борода? Да, да-да-да, ну, в можно даже общем, спрашивать. будем задавать вопросы про лого, про Мгм. как стать Окей, профессиональным дизайнером и все такое, и посмотрим. И где-то еще часик будет, и потом может завершать. окей. Тогда я начинаю. Пожалуйста. Всем еще раз привет. Меня зовут Михаил Ефименко. Возможно, кто-то про меня слышал, кто-то нет. Но в любом случае я сейчас немножечко про себя еще расскажу вам, потому что это тоже, в принципе, да, такая важная часть презентации. Вот, и, в принципе, она все затрагивает, да, там, кем может становиться дизайнер, начиная от того, что вы когда-то там рисовали какие-то иллюстрации или там на футболках, и потом раз, вы уже становитесь каким-то продакт-дизайнером. Обо всем вот этом сейчас я буду вам немножечко рассказывать. Вот это, в принципе, кстати, я. Вот свои стикеры тоже когда-то рисовал, может, кто-то когда-то видел тоже. Так вот, кем может быть вообще графический дизайнер? Ну, изначально, когда ты начинаешь вроде как графический дизайнер, почему графический дизайнер чаще всего? Потому что это основы основ, то есть когда вы прошли там композицию, когда вы прошли цвет, когда вы прошли типографику, вы, получается, уже знаете основы и, в принципе, можете делать какие-то
достаточно хорошие вещи, да, там, в дизайне, если вы все это прекрасно понимаете. И отсюда, в принципе, да, начинается ваш путь. Поэтому вот эти вот пункты, например, да, которые здесь показаны, это смело все может сочетаться в одном дизайнере. Ну и, в принципе, на самом деле, много из вот тех пунктов, которые последние, может сочетаться уже в любом другом, да, там, эксперте, профессионале своего дела, там, в IT и не только. То есть я, например, спокойно сочетал в себе изначально дизайнер-иллюстратор, то есть ты рисуешь и можешь что-то строить дизайн, дизайнер именно строит, то есть компонует, дизайну именно обучаются, и по факту здесь не надо уметь рисовать. Это насмотренность, понимание тенденций, понимание, как работает дизайн, понимание композиции, да, то есть какие хорошие шрифты, когда вы все это можете отличать, понимать, соответственно, у нас получается так хороший дизайн. Если вы еще и рисовать умеете, то это хороший бонус, да, то есть кто-то умеет еще, например, анимировать, кто-то умеет хорошо в 3D-графике. Если вы всем этим обладаете, то у вас уже есть очень хороший старт, да. Далее, то есть я уже становился, например, UX-UI дизайнером, это когда уже вы начинаете больше погружаться в IT-сферу, и как раз-таки вот с Азаматом мы уже хорошенько так познакомились, когда я уже перешел на разработку сайтов, когда мы уже начинали делать мобильные версии сайтов, мобильные приложения, то есть тут включается уже понимание, как в принципе, да, может с научной точки зрения подходить, да, к UX-UI дизайну, то есть аналитика, как это все работает, поведенческие процессы, наблюдение за тем, как вообще человек нажимает, да, там, на кнопки в приложении или сайт как протыкивает с нескольких, да, там, этапов. Поэтому это уже такой идет в следующий, да, рост дизайнера. Дальше можно уже становиться тимлидом или арт-директором, то есть уже управлять не только просто задачами, которые к тебе, да, попадают, а уже становиться то есть старше, да, на себя брать уже больше ответственности, да, то есть не просто задачки, а уже выполнять какие-то проекты, да. Продакт-дизайнер – это тоже одна из моих сейчас, наверное, важнейших частей в дизайне. То есть вы можете от самого начала до самого конца знать, как производится какой-то продукт, и затем вы можете на всех этапах его развивать, делать какие-то подсказки человеку, да, вместе с ним разбираться с ним, то есть делать этот продукт действительно хорошим, популярным, видным и понятным. Дальше дизайнер может спокойно быть проект-менеджером, потому что я не во всех проектах, например, именно как дизайнер-дизайнер, я где-то могу просто быть что-то типа как переводчика с командой, то есть я показываю, что надо сделать команде, и команда работает, и работаю с клиентом, например, да, то есть я беру оттуда информацию, передаю дизайнерам, беру у других дизайнеров, передаю клиенту, то есть я могу выступать и спокойно проект-менеджером. Естественно, и sales-менеджер, потому что вы обязаны, да, то есть продавать свои услуги, то есть мы сейчас живем в таком веке, когда мы такие все номад дизайнеры, номад фрилансеры, и ни в коем случае нельзя себя обесценивать, поэтому это тоже очень важная часть, как вообще уметь в принципе, да, продавать свои услуги. Вы абсолютно, когда уже выросли, да, то есть уже знаете много чего в дизайне, много чего в коммуникациях, в sales, вы уже можете создавать что-то свое, да, то есть и тут уже вы становитесь каким-то фаундером, да, то есть создателем чего-то уже интересного и чего-то своего, или со-создателем, да, то есть кофаундером. Об этом чуть попозже еще будет. Также я, например, уже сейчас становлюсь преподавателем, то есть я и раньше, в принципе, вел какие-то лекции, но это были такие разовые акции, то есть мы приходили, рассказывали про дизайн, про UX, UI дизайн, было достаточно интересно, был спрос, но потом что-то это куда-то утихло, пригасло и куда-то исчезло, да, то есть а теперь уже мы как бы так по новой возрождаем, да и в принципе, да, там в Бишкеке, в Кыргызстане курсов стало очень много, ну, в том числе и графического, и UX, UI дизайна. Ну и, естественно, мы должны с вами все быть психологами, да, потому что мы должны понимать, как, в принципе, да, работают коммуникации, отношения, как можно с клиентом разговаривать, как нет, и это все тоже в себя включает отношение к дизайну. Справа здесь, кстати, есть вот Инстаграм моя страничка, если что, вдруг, то за все это время вы могли там включить фотоаппаратик и на нее перейти. Очень удобно. Ну, вдруг, мало ли, кто-то не заметил. Вот она такая большая есть. Вот это все то, что я перечислил, может быть смело в одном человеке. Пойдемте дальше. В принципе, да, то есть с чего может, да, начинать дизайнер? Я рассмотрю это быстренько на себе, потому что это действительно важно. Вы, может быть, там когда-то кто-то что-то рисовал, делали на футболке какие-то арты. То есть в данном случае со мной я когда-то рисовал граффити, и потом уже пошло-поехало, это аккуратненько переросло, да, в какие-то вот иллюстрации, да, это я уже был в digital арт ушел, то есть я просто купил планшет, начал рисовать футболки,
И, в принципе, так я попал как раз-таки в IT-индустрию, когда меня мой хороший друг позвал в компанию Spawn, он говорит: ой, слушай, ты классно рисуешь, у тебя классные иллюстрации, футболки, давай нам тоже футболку сделаешь. А в итоге предложил мне еще и логотип нарисовать. Ну, в принципе, я учился на архитектора, у меня закончено высшее образование, попробовал нарисовать картинки, ну, для меня на тот момент все еще картинки. По сути, это логотип уже был, мы показали, продали его, получил так свой первый гонорар, думаю, о, ничего себе, классно. А на тот момент я занимался граффити профессионально, там зарабатывал как мог, но вот когда заработал с помощью графического дизайна, это была ощутимо большая такая весомая разница. И с этого момента я уже становлюсь графическим дизайнером, да, то есть если кто-то вдруг также рисует, то смело это точно может быть одним из ваших путей развития. Дальше я уже в компании занимался логостроением, мы логотипы именно строим, чуть-чуть дальше я уже расскажу более подробно, как это все происходит. Тут много-много разных логотипов, но я думаю, вы почти ничего не знаете, потому что с того момента, когда я все это создавал, прошло уже очень много времени, но единственное, наверное, которое вы все можете знать, это, скорее всего, кофейня «Жираф», да, для тех, кто живет, например, в Бишкеке, вы точно знаете. И вот здесь вот есть, например, Sunhouse, это вот это мой самый первый логотип, да, по факту. Какие-то узоры, паттерны, то есть у меня, в принципе, было понимание композиции, да, ощущение, да, как можно сделать что-то поинтереснее такое, да, артовое, и, в принципе, видите, с такими задачами вполне себе справлялся. То есть, если даже посмотреть на все эти логотипы, есть даже какой-то свой почерк, да, ну, вот так это было мое становление как графического дизайнера после иллюстрации, да. И с чего начинал, тоже очень важно. Дальше я уже создавал сайты. Тут, наверное, даже какой-то, возможно, мы вместе с Азаматом делали, я уже не помню. Вот. И многие из вот этих сайтов, они появились, потом они уже исчезали, потому что это было, естественно, очень давно. Да? То есть вот эти два, это вообще один и тот же сайт, например, показали вот такую вот раскладочку, что может быть сделать человек. Вот клиент говорит, нет, вообще не интересно, давайте что-то подинамичнее, пожалуйста, да. Там потом скроллишь, все крутится, вертится, летает. И вот такие вещи я уже обучался делать. То есть на тот момент я уже становился из графического дизайнера веб-дизайнера. UX, UI тогда, в принципе, да, только как понятие зарождалось. Вот. А сейчас, наверное, даже нет слова, кстати, наверное, веб-дизайнер, все сразу просто UX, UI, то есть все понимают. Дальше. Что было дальше, да? Тут иногда, кстати, будут шуточки, мемасики, надеюсь, там будете иногда смеяться, возможно, будет даже смешно. Вот. Дальше я занимался уже брендингом, брендированием. Что такое брендинг и брендирование, я вам сейчас начну понемножечку раскрывать всю эту тему. Ну и как раз-таки на своем примере, чтобы вы понимали, что все возможно, буду это все как раз-таки показывать вам. Вот я, например, делал брендирование «Батя Бургер». Это у нас в Бишкеке была фастфудная. Вот, как тут видите, такой вот жесткий дизайн. Тут есть и логотип, например, да, и квадратик, который может вписаться, и в бургер прям вписывается, да, и полная версия логотипа. То есть, что очень интересно, что логотипы, в принципе, да, в зависимости от их использования, могут быть разных форм. То есть, где она хорошо смотрится, да, мы ее, да, и помещаем, размещаем. Поэтому, да, это такой очень тоже важный момент. Вплоть до того, что этот же логотип в полной версии, и тут еще с паттерном, да, разработанным под этот логотип. Паттерн — это узоры, да, то есть, видите, вот здесь, например, жесткая такая тематика, батя, бургер, ну и, соответственно, все атрибуты бати сюда накиданы. Вот. Дальше я делал, например, и кукла, логотип Beauty Академии, да, то есть шрифтовые могут быть части, да, вот он на самом деле и знак, то есть вместе тоже получается логотип, это описательная часть, да, логотипа, и так вместе уже получается какой-то интересненький логотип. Вот, в данном случае это еще и горизонтальная такая версия логотипа. С этим же логотипом может быть, например, и вертикальная версия логотипа, когда этот знак будет посередине, да, все, это уже получается вертикальная версия логотипа. Тоже вот разрабатывал. Наверное, кто-то в городе видел вот такие вот роллапы, да, на остановках. Это была акция от ЮНИСЕФ, то есть Тумар. Это я уже совместно, да, разрабатывал с компанией Тарт, мы делали, то есть иллюстрации, и я уже занимался конкретно дизайном, размещением, как это все будет располагаться. То есть прям, в принципе, нарисовал, как этот треугольник должен располагаться, как мы будем эту всю акцию, да, так показывать, чтобы она везде одинаково смотрела, что это будет в квадратике, что в прямоугольнике, что в круге, без разницы. Ты это показываешь как дизайнер, художники все это понимают, начинают разрабатывать, и так мы уже по всему городу показываем, что это одна и та же, например, акция, да. Делал, например, редизайн для IT-аттрактора у нас в Бишкеке есть. Они только сейчас, по-моему, применили, хотя это разрабатывал, наверное, года 2 назад.
Это было для них на тот момент достаточно смелым решением, но вот только сейчас они к нему пришли. И как видите, да, еще 2 года назад, когда градиенты особо не были в тренде, то есть сейчас оно прям наоборот, прям в стиле, да, и стреляет. То есть, ну, благо, что сейчас хотя бы начали его аккуратненько везде применять. Потому что стиль достаточно интересный, понятный, как раз-таки вот тут одни отсылки на IT. Дальше вот такие вот точно плакаты видели по городу, потому что все остановки у нас были ими зарисованы. Да, это тоже как раз-таки была от ЮНИСЕФ компания САКТА. Я разрабатывал здесь, в принципе, логотип, знак, да, как будут размещаться все постеры, цветовые решения вместе с художниками, защищал концепты. Ну и, в принципе, это можно сказать даже, что от начала до конца продвигал это как продукт, чтобы было везде узнаваемо и понятно, что это одна рекламная такая кампания, да, то есть изначально, если, кстати, смотреть, как оно все подавалось, да, преподносилось, точнее, правильно, наверное, слово взять, то есть там было более агрессивное, более жесткое, все было черно-красно-белое, но в итоге мы поняли, что мы не распространяем информацию, а запугиваем людей, и пришлось быстренько, да, прийти к каким-то более таким мягким решениям, чтобы это было больше информация, да, а не запугивание. Понятно, что страшная как бы ситуация, все это дело, но язык дизайна должен доноситься на 100%, да, то есть ни в коем случае нельзя перегибать палку в этом плане. Разрабатывал уже, например, дальше вот такие вот фестивали, дизайн-фестивали, то есть мероприятия, такие интервью, 3 точки фестиваль, да, то есть там был уже, начиная от вот этого логотипа, причем версии вот этих логотипов, наверное, там было штук 6, 7, 8, все действующие, там простые, более сложные, вторичные, третичные, версий, в принципе, да, у логотипов может быть много. Если есть разные языки, то это еще сразу плюс несколько тоже версий логотипа. То есть логотип, в принципе, да, как я уже сказал, может быть трансформером, да, и адаптивным от самого маленького состояния до большого, может быть и в квадрате помещаться, и в прямоугольник. Чем больше вы таких вот идей, например, раскладываете, да, если это все будет актуально использоваться, то лучше, конечно, все это показывать. В данном случае одна из версий, например, причем это дополнительно, находится здесь. Ну, потому что она такая постерная, интересная. И вот так реально, то есть я создал логотип, оттуда мы сделали уже сайт, все эти цвета мы взяли из Интерньюз, и вот в итоге, да, получается вот такой фирменный стиль мероприятия. Вот тут уже, например, даже без моего участия берутся пиктограммы, да, то есть брендируется, например, Zoom звонок, да, и тут вот это не фотошоп, это реально было там с Познером прямое включение в данном случае на фестивале «Три точки фестиваля», который оформлял я. Если кто-то видел, у нас появился контент-парк относительно, наверное, недавно, несколько месяцев назад, может, уже больше. Вот так вот, создателем данного брендирования дизайна тоже был я, да, то есть начиная с логотипа и заканчивая, например, видите, здесь футболки, свитшоты, да, куртки, это тоже я рисую в дизайне, показываю, как это должно распечатываться и делаться. Да. И вы там на фоне видите куча всяких разных стикеров, это не просто фон с Яндекс картинок каких-нибудь, это тоже каждая, да, часть элемента разработки брендирования, да, дизайна, который, получается, работает вместе с контент-парком и так далее. Собственный бренд. Потом уже, чем я уже начал дальше заниматься, тоже, что интересно, и любой, в принципе, дизайнер к чему может приходить, да, если он понимает, что такое логотип, как это все развивается, строить свой бренд, как раз-таки мы дальше уже строим свой бренд. То есть, например, Майкл Заперт, все смело, мы рисуем иллюстрации, у нас есть какие-то приятные открыточки и размещаем их у всех кофейнях. Наверное, вы видели там в Бублике или еще где-нибудь такие вещи всякие разные. Базариш Маркет был несколько лет назад, то есть если вы уже владеете неплохо дизайном графическим, да, вы можете офигенно и красиво страницу вести и создать вот такой вот логотип. Вы, кстати, спросите, почему вот такая странная форма, потому что мы изначально планировали всегда делать этот, э, эту ярмарку, да, в Ассамблей-центре, а Ассамблей-центр, например, вот такой формы, поэтому мы так все это и вписывали. Отсюда появилась идея, мы ее, например, обыграли, и, в принципе, она хорошо уже везде встроилась, да, как это будет выглядеть. Например, бриз-дресс, да, еще, то есть тут есть много девушек, то можете перейти, посмотреть, как в принципе, да, выглядит уже законченный дизайн, как выглядит инстаграм-страница или сайт, то есть все начинается с логотипа, который задает, да, ту самую тональность, то самое настроение, это очень важно, чтобы человек, увидев только логотип, понял, о чем пойдет речь. То есть в данном случае мы видим волны, мы видим, можем представить, что это нитка такая, да, которая, да и название, в принципе, да, бриз, что-то такое спокойное, легкое, воздушное. Но поверьте, чтобы прийти к такой надписи, простой, воздушной, я потратил очень много времени, придумав разные знаки, картинки, иллюстрации, которые, естественно, все были не тем. Когда пришел к тому, что надо какую-то надпись сделать,
Мне надо было нарисовать раз 100, 200, я не знаю, много очень раз повторить эту надпись БРИКС, пока я ее не сделаю действительно легкой, потому что каждое ваше, там, допустим, неаккуратное движение, вот здесь где-то что-то не вышло, что-то не получилось, будет считывать, да, тот самый как раз-таки человек, который будет контактировать с этим дизайном. Поэтому все действительно должно выглядеть, как будто здесь нет никакого дизайна, как будто это все очень легко. То есть, в принципе, да, с графическим дизайном достаточно парадоксальное есть описание, что лучший дизайн тот, который мы не видим. Да? Странно звучит на самом деле, да, но оно так и есть. Ну, вот, например, я сейчас сижу за стулом, да, то есть я сижу, и он меня никак не напрягает. Мне удобно, мне комфортно, я не замечаю его, а по сути кто-то его разработал, он комфортный, удобный, мне на нем приятно сидеть, значит, человек справится со своей задачей. Стол, например, у меня не скрипит, ножки не двигаются, все понятно, все хорошо работает, это идеальный дизайн. Да. Стакан я, например, держу в руке, идеально держится в нем, получается, в моей руке стакан, вода из него не проливается, я могу из него пить. И даже это тоже хороший получается дизайн, который не отвлекает нас от всего. Плохой дизайн – это когда вы сразу показываете куда-нибудь пальцами, ой, что это за ужас, что это за отвратительная там вывеска, что это за логотип такой какой-то не очень красивый. Вот это плохой дизайн, он привлекает в этом плане, да. А тот дизайн, который мы не замечаем, это хороший чаще всего, да, то есть мы даже не пытаемся понять, как он был создан. Вы открываете телефон, заказываете Яндекс Такси, например, и вы даже не думаете о том, что здесь работала целая команда, да, аналитиков и дизайнеров, прорабатывая каждое движение. Вы же не спрашиваете, да, у соседа, слушай, а как открыть Яндекс Такси там, или как открыть Инстаграм и проскроллить, посмотреть новостную ленту. Оно всегда для нас было логичным, да, но поверьте, этого когда-то не было, человек это все продумывал, и это все продумывалось за счет дизайнеров. Вы открываете Тугис карту, смотрите, где как найти, ставите точку, проходите ее, находите, где там какое-то место это должно располагаться. Это тоже продумывали дизайнеры, то есть карта, все нарисовано. Вы не думаете, как оно работает, просто идете и выполняете свою задачу. Это все получается хороший дизайн и так далее. Преподаватель в школе ОРШ, да, то есть дальше это уже одно из путей моего развития стало преподавание, в принципе, давно хотел, но была, как всегда, большая отмазка, что нету времени, сейчас большие проекты, ну, по сути, так и было, да, то есть я был в больших UX проектах, от которых, в принципе, не мог, ну, так сказать, передохнуть, если бы на тот момент взял свое еще преподавание, было бы очень сложно. В данном случае сейчас у меня много своих личных проектов, много проектов, которые я уже делегирую на своих учеников, что я считаю очень хорошим показателем, да, например, курсов. То есть если я могу передать проект своему ученику, потом его принять, подсказать, что где исправить, он опять это все уже улучшает. И так получается, что счастливы все. Да? Соответственно, я могу взять больше проектов, и ученики быстрее вырасти, и довольны все, и клиент, и я, и ученик. Вот, поэтому в плане преподавания, то есть я нашел какую-то свою стезю и, в принципе, да, снова обрел какой-то такой интерес к дизайну. То есть сразу начал заказывать много книг, сразу стал все это читать, делиться своими учениками. Если вы хотите что-то хорошо понять, то попробуйте это кому-то объяснить, да, то есть в данном случае, естественно, если у меня уже было там 3-4 потока, каждый раз, пока вы одно и то же объясняете, переделываете, переписываете, показываете, да, вы и сами лучше понимаете, и видите потом итоговый результат, что люди уже работают, у них получается, они там уже все это отбивают, и такой, вау, вот это значит, получается, что все на своих местах, да, то есть если бы я не увидел смысла в курсах, и никто бы никуда не устраивался, не работал, и не зарабатывал бы деньги, я бы, наверное, уже не продолжал этим заниматься, потому что это было бы достаточно странно, скажем так. Поскольку я вижу результат, он меня еще больше как бы заражает, мотивирует, я продолжаю всем этим заниматься. Поэтому если вдруг кто-то, кстати, тут загорится потом пойти на курсы, в самом начале видели страничку мою, можете подписаться и погнали. Да, то есть сейчас вырастить хороших дизайнеров, да, это не так сложно, если у вас есть большой интерес, большой личностный, да, вот, то есть желание прям, да, горите, да, это делается уже там в течение там, 1-2 месяцев, все, получается офигенный специалист. Если у вас есть возможность, например, потом еще дальше где-то учиться, то вы уже прям становитесь сразу пушками и топчиками, которые могут там покорять миры, ну, по факту, да. Да что такое этот ваш бренд? Все, мы теперь пришли с вами к брендированию, тут уже не столько будет про меня, или даже вообще, наверное, почти про меня ничего не будет. Буду вам рассказывать, что такое, в принципе, бренд и как мы с этим работаем. Смотрите, бренд – это торговая марка, фирменный знак компании и ее имя. То есть, в принципе, вы видите сейчас все эти логотипы, и у вас сразу всплывают, да, какие-то ассоциации.
принципе, и бренд, да, это когда у вас в голове, да, всплывают эмоции, что очень тоже важно, да, то есть, например, кто-то из вас уже носит Nike, да, то есть у кого-то у вас есть там кроссовки, да, или какая-то ветровка, или штаны, да, то есть, естественно, если вы читаете, вы уже как-то вспоминаете эмоции, там, не знаю, там, пробежка по утрам, да, или идете куда-нибудь там на учебу или на работу, да, так у вас будет всплываться ассоциация с Nike, да, то есть если KFC, да, вы сразу вспоминаете, где у нас есть ближайшие точки KFC, да, то есть какая там вкусная курочка, и это все друг на друга накладывается, да. Мы просто видим вот это вот яблочко и, естественно, понимаем, да, о чем идет речь, что у кого-то из нас есть там MacBook или планшет, или iPhone, да, сразу вот это вот тактильное восприятие, да, все, получается, друг на друга накладывается в память. И Coca-Cola точно так же, да, один из самых узнаваемых мировых брендов, да, в принципе, бренд, который к себе просто забрал красный цвет, да, вот эту надпись, причем, что очень интересно, да, что если кто-то не знает, Coca-Cola – это логотипу, наверное, больше 100 лет, ну не наверное, а точно больше 100 лет. И самое, что интересное, что он почти не изменялся за все время. И еще, что более интересное, что это не логотип изначально был, а подпись фармацевта. Да? Представляете, 120 лет назад человек расписался, другой посмотрел, о, кайф, сейчас денег сэкономлю, сделаю логотипом всемирно известным. Да? И 120 лет уже Coca-Cola держится как самый узнаваемый такой, да, логотип. И одна из еще важных ассоциаций Coca-Cola, вы просто слышите, да, новогодние такие колокольчики, видите фуру, все у вас уже там погружение в детство, вот этот Санта-Клаус, да, то есть они продавили эмоциями, да, то есть бренд, который забирает все самое лучшее и ассоциирует только с собой, да, это очень сильно на самом деле. Так, погнали дальше. Брендинг. Это создание положительного образа компании, его распространение и закрепление в голове клиента. Ну вот то как раз, о чем я и говорю, да, то есть вы уже посмотрели просто на логотип и вспоминаете, да, как вы с этим ассоциировали, да. То есть если вы, например, никогда не пили Starbucks, но сейчас вот популяризация брендов очень сильная и очень весомая. Вы в любом случае что-то об этом читали, да, там, например, что они постоянно пишут имена с ошибками, чтобы люди фотографировали, выкладывали, так этот бренд еще больше поднимался. Хотя нигде нет официальной информации, но проводились реально такие эксперименты, когда в разных кофейнях человек приходил, говорил свое имя, и через раз действительно его писали с ошибкой. Даже в той же кофейне, когда человеку вроде объясняли, что он должен вписать вот это, уже запомнить имя правильно, все равно каждый раз была какая-то другая ошибка, и человек все равно должен был фотографировать якобы, да, и все это выкладывать. Очень интересные, кстати, моменты, да, со Starbucks. Это одно из вещей, да, когда вы видите логотип, что можно вспомнить, да. А у меня, например, в ассоциациях, когда мы там путешествуем, мы там берем в Старбаксе в аэропорту какой-нибудь кофеек, он какой-то пережаренный и невкусный чаще всего. Но это что-то вроде культа, да, то есть вы приходите, садитесь, это такие вайбы, если что-то из приятной стороны, то есть тут даже дело, поверьте, не в кофе, он невкусный, да, но как оно все работает, как там вообще в принципе, да, какая там аудитория, это достаточно такой интересный опыт соприкосновения, да, то есть с брендом. И тут, если очень присмотреться, например, можно увидеть, что изначально там целую русалку, например, рисовали, да, то есть становление бренда. Потом уже появилась у нас, например, надпись уже такая более миниатюрно все, пол русалки уже только помещается, да, надпись Starbucks Coffee. И в итоге пришли к минимализму, да, нигде уже не пишется Starbucks. Что более, кстати, интересно, если вернуться назад, у Apple, если внимательно посмотрите, у кого-то есть коробки, даже сейчас, наверное, достану, вот, например, совершенно случайно была здесь под рукой. Смотрите, iPad, яблочко, iPad, яблочко, просто полоска, да, просто полоска, которая тоже, да, там нарисована как бы iPad. Что очень интересно, что нет ни слова нигде Apple, но мы прекрасно понимаем, что это за бренд. Вот так это работает на самом деле, да, у нас в плане ассоциаций, да, и узнаваемости. Итак, виды брендинга. Их на самом деле очень много, я рассмотрю только самые основные. Смотрите. Персональный брендинг. Допустим, да, уже если я работаю со многими людьми, сарафанное радио, я уже просто прихожу и говорю: здравствуйте, или там: привет, я Михаил Ефименко. Все, жму руку, и человек уже прекрасно понимает, с кем он разговаривает, он уже видел где-то мои реальные работы, уже или со мной до этого разговаривал, посмотрел, да, и все. Это уже личный бренд, да, то есть я уже работаю на свое имя, например. Это будет персональный брендинг. Далее, брендинг компании. Тут будет немножко юмора сегодня, как я говорил. Если кто-то видел ролик про дизайн-студию, веб-студия «Сокол», да, то вы понимаете, о чем речь идет, да, то есть отлично работаем дальше, как раз фраза оттуда, брендинг компании, да, то есть можно продвигать компанию. Может быть политический брендинг,
как раз-таки, да, если кто-то тоже видел про Виталия Наливкина ролики, про фейкового депутата, да, вот, пожалуйста, можно это в политических целях, да, продвигать без проблем. Ну и, естественно, может быть, товарный брендинг, да. В данном случае, конечно же, я посмотрел что-нибудь смешное и взял такой Шаурдональдс, да, то есть совместили все, что можно, да, и шаурма, и Макдональдс перевернули, получилось Шаурдональдс. По-моему, очень смешно, почему бы нет, да, то есть как товар оно может преподноситься именно вот так. Если что, это не мои дизайны, то вдруг кто-то подумает. Хотя, по-моему, в Бишкеке я такое что-то видел подобное. Не уверен, но, по-моему, было точно. Состав бренда, да, то есть из чего, в принципе, да, может состоять бренд. Смотрите, это, естественно, нейминг. Меня очень расстраивает тот момент, когда ко мне обращается клиент, и он говорит: слушайте, мне надо заказать логотип, там фирменный стиль, хотим, чтобы все классно было, все круто, все можете разработать, да, договариваемся, все классно, все хорошо. А потом человек говорит, что ну, мы еще и нейминг, правда, не выбрали, да, мы еще вот как бы ничего не знаем, в принципе, что хотим, да, но нам, естественно, надо логотип и все дела. Самое грустное, да, что вот в таких моментах, да, человек даже не заморочился особо, да, над тем, что надо создать самое важное, потому что это 80%, наверное, успеха всего, как назвать компанию, да, а у него даже там примерно и идей нет. То есть сразу человек говорит: так, иди подумай пока, посмотри лучшие варианты, вместе потом решим, да, какой будет уже у вас нейминг, да, то есть там тоже можно советовать, чтобы не было каких-то там дефисов, точки, запятые, собачки, да, ни в коем случае не писать там что-то .kg или что-то .com, да, то есть оно достаточно странно смотрится, неуклюже, да, то есть названия должны быть простые, запоминающиеся и понятные. Естественно, да, рынок уже занят, заполонила там куча названий, но всегда можно найти что-то интересное, ну, или придумать. Далее, логотип, естественно, да, должен входить в бренд. То есть мы увидели просто логотип, там он может там из знака состоять, или шрифтовой части, или, да, или он там сложный, совместный, да. Мы увидели и сразу понимаем, что это ассоциация с каким-то брендом, да. Естественно, шрифты, цвета, да, то есть в данном случае, если мы увидим где-то, например, остановки красные, да, такие с белыми полосками, да, и присмотримся, там какие-то надписи, там курица, что-то там почем-то, мы уже понимаем прекрасно, что это KFC, да, то есть нам не надо прям развешивать огромные там буквы и баннера, что это KFC. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, еще даже там не найдя, да, тот самый там логотип, да, например. Фотографии, графика, иллюстрации, естественно, должны входить в состав бренда. Слоган, да, то есть обязательно должен быть слоган у больших брендов, он, естественно, всегда есть. То есть если это будет там Nike, то это, естественно, будет там Just Do It, да, и там может обыгрываться даже в каких-то мемах, да, потому что это уже устоявшийся, да, слоган. И, в принципе, да, у любых больших компаний тоже есть какие-то свои слоганы. Ну и, естественно, да, у бренда, у хорошего бренда должна быть своя миссия, цели и философия компании, да, то есть если это уже какой-то, да, там большой бренд устоявшийся, который там развивается на франшизу, везде все должно быть одинаковое понимание всей этой философии, миссии, целей компании, поэтому оно все прописывается на самом деле в таких специальных журналах, которые называются брендбуки или фирменные стили, да, о чем вообще компания, какие у нее цели, какие философии, и везде должно одинаково это все распространяться, да, то есть с чем ассоциироваться, как это работает, какой контингент, например, да, на кого это все должно распространяться, да, как надо делать, как не надо делать, да, то есть миссии, цели, это все формирует как раз-таки тот самый бренд. Далее, как же все-таки создать бренд? Итак, мы начинаем, тут я обычно, когда у меня живая лекция, я спрашиваю, с чего мы начинаем, все говорят вдохновение, я говорю вдохновение, все говорят, да, да, вдохновение, нет, мы начинаем с ТЗ, никакого вдохновения, оно придет попозже, да, то есть мы всегда начинаем работу с технического задания, это очень смешно частенько, да, когда вы разговариваете с человеком, думаете, что вы прекрасно понимаете. Особенно это бывает у тех, кто только начинает работать. Я думаю, сейчас кто-то из вас действительно начинает кивать. Вы обсуждаете с клиентом какие-то идеи, он думает, что вас понимает, вы думаете, что вы его понимаете. Вы нигде не прописали то, что вы будете делать. Такие, сейчас создадим классный дизайн, логотип, сайт, да, да, все круто. Обсудили на словах, пошли как дизайнер, что-то сделали, показывают там несколько вариантов, а вам ответ: а что это за говно? Мы такие, в смысле, как говно? Мы же вот обсуждали, вам же нравилось, вот, чтобы было там вот это вот синее, да, и вот такие вот шрифты, которые, да, чтобы такие тоненькие были. Говорит, нет, вы меня не так поняли, мне нравится наоборот. Я же вам объяснял там, голубой какой-нибудь, да, прям яркий голубой, чтобы шрифты были такие прям супер жирные, массивные. Мы такие, вот, блин, как будто вроде одно обсуждали, понимали, а почему-то к одному не пришли. Так вот, вся проблема
только в ТЗ, да, если в техническом задании не было четко прописано, что вам надо сделать, да, если вы никак не утвердили, да, что вы будете прорабатывать, что ждет от вас клиент, какие могут быть примеры, да, несколько примеров, какие цвета должны использоваться, шрифты, возможно, конкуренты, например, могут быть хорошо показаны, или наоборот, что ни в коем случае не надо делать, да. Если вы все это изучили, все подготовили, прописали по пунктам, то и вам, и клиенту будет проще дальше работать. Если вы все это утвердили, сделали, показали клиенту результат, он говорит, это все не то, вы такие, минуточку, идете по ТЗ, и потом показываете, смотрите, что вот так все по пунктам. Дальше можно сделать встречу, пойти уточнить, почему ему не понравилось, если он сам это все утверждал, немножечко скорректировать техническое задание, но в любом случае вы будете, да, двигаться, и будет направление. Если вы никогда не создадите техническое задание, то шанс попасть, да, там один в один то, что хочет клиент, и реализоваться очень минимален, да, поэтому первым делом мы составляем всегда техническое задание. Особенно это касается всех начинающих дизайнеров, да, которым просто вроде еще идею только объясняешь, они такие, все, не договаривай, брат, я пошел, сейчас сделаю, все по кайфу будет. Нет, это неправильный подход. После того, когда утвердилось техническое задание, мы приступаем к вдохновению. Да, к вдохновению, какое сложное сочетание слов. И вот здесь как раз-таки, да, мы уже смотрим, что у нас есть какая-то идея, мы обсудили техническое задание, надо чем-то вдохновиться, посмотреть вообще, что бывает. И у нас есть, естественно, Pinterest, у нас есть, естественно, Behance, и еще один ресурс, сейчас, внимание, посмотрите, все называется Musical. Это расширение браузерное, вы можете его скачать даже отдельно себе поставить, и как он вообще работает. Если вы скачаете Musical, вы увидите, что вы там вбиваете, например, там брендбук какой-нибудь эко-фирмы, да, или там эко-брендбук, да, или там еще что-то там бутик, да, или что-то там бьюти-индустрия, неважно. И у вас выйдет подборка и по Pinterest, и по Behance, да, и по Dribbble, все сайты, да, то есть в одном ресурсе. То есть Musical.ly – это Google для дизайнеров. Если вдруг кто-то не знал, то, пожалуйста, запишите себе. Это действительно очень крутой ресурс, да, по нему очень удобно искать какие-то кусочки информации, да, по которым мы будем что-то потом строить. И это в основном качественный контент, очень важно. Мы, допустим, с вами вдохновились, и после этого мы идем с вами разрабатывать концепты. Здесь я немножечко задержусь. Как, в принципе, да, мы разрабатываем концепты и вообще, как работает наш мозг. Смотрите, у нас есть идея. Сейчас, если кто-то думает, блин, я же не умею рисовать, зачем мне что-то рисовать, вот тут это абсолютно не важно. Да? То есть в данном случае я, конечно, показываю этот эскиз, что я разрабатывал там какие-то картинки, рисовал, что-то делал, да. Если мы говорим про логотип, вы все равно должны попытаться как-то идеи визуализировать. Никто сразу не идет в программу, в иллюстратор и начинает делать. Да, это уже могут делать, но опытные дизайнеры, когда на 120% знают инструмент. Пока вы только учитесь, пока вы только это все разрабатываете, естественно, мы идем, берем бумажку, берем карандаш и начинаем там пробовать одну идею рисовать, вторую, третью. И смотрите, как работает наш мозг. Мы чем больше рисуем, вначале мы прорисовываем все идеи, да, там, первого уровня, они самые примитивные будут, да, все очень просто будет. Но чем больше мы начинаем рисовать, тем больше у нас получается какой-то интересный подход. Мы начинаем первое совмещать со вторым, второе с третьим, да, и у нас может рождаться там и 10 вариантов эскизов, и 20, и 30. У нас нет смысла нарисовать несколько эскизов. Я говорю своим ученикам, например, что у вас есть именно смысл порисовать, например, 15 минут, то есть мы непрерывно рисуем, и через 15 минут по факту, да, у нас начинает только разгоняться мозг, искать какие-то более интересные решения, да, мы зашли еще в Pinterest, что-то посмотрели, чем-то вдохновились, еще сделали кучу вариантов. И так мы с вами набрасываем там и 20, и 30, и 50, и 100 вариантов, которые могут быть. Мы никогда как дизайнеры не делаем типа один вариант и такие, вот ваш логотип, посылайте мне $500. Нет, мы так не делаем, естественно, да. Мы прорабатываем очень большой объем работы, очень большой поток информации, да, мы должны отсеять, да, то есть самое лучшее, потом, естественно, показать, там, допустим, 9-12 вариантов и уже с ними работать, да. Никогда так не бывает, что один, там, два варианта порисовали и все. Ну, разве что там для кого-то своего, или там с кем-то договорились, или такое у вас было условие, что вы нарисуете один вариант, и он там будет, например, неоговорочно принят. Но чаще всего мы всегда, когда работаем с клиентом, обязаны предоставить ему выбор, чтобы он ответил да, да, нет, нет, работаем дальше. Чтобы это всегда у вас, в принципе, шло как воронка, да, то есть у нас есть вначале много-много дизайна, меньше, 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 и в итоге, та-дам, наш логотип готов. Да, то есть это вот так все должно приходить.
Модульная сетка. Я ее сюда специально отдельно встроил в этот модуль, чтобы вам рассказать про модульную сетку, потому что это одно из важных построений, да, там именно в логотипостроении, потому что на модульной сетке вообще все держится, и вообще на сетках в дизайне, да. А когда мы строим логотипы, там тоже есть везде своя модульная сетка. Да. То есть если я вам про нее не расскажу, вы так и будете там дальше, например, строить там какой-то там значок, какая-то шрифтовая часть, в принципе, да, там не вдаваясь в подробности, как оно все строится, да. А на самом деле во всем должна быть своя закономерность. То есть, когда, например, на последнем потоке я еще более углубленно рассказывал про модульные сетки, а результат был гораздо лучше. Поэтому, ребят, после того, как лекция это пройдет, потом себе обязательно выпишите про модульные сетки, идите, изучайте, как это, в принципе, все работает на логотипах. Очень много есть приемов, они облегчают понимание, восприятие, да, они делают более правильные формы там, в логотипах, да, то есть, ну, это чаще всего касается, наверное, все-таки разработки знака, да, и оно смотрится все целостно, да, то есть, когда все построено правильно по каким-то закономерностям, да, будет восприниматься также все правильно. Если вы пошли от руки, что-то нарисовали, как-то соединили, там особо ничего не двигали, скорее всего, все будет где-то там, да, заваливаться или проваливаться. Если вы все построили, да, по модульной сетке, то ваш логотип, да, или там итоговый результат будет гораздо лучше и сильнее, и прочнее, потому что все находится на своих местах. Так, давайте посмотрим, что же такое модульные сетки. Смотрите, в данном случае мы рассматриваем, например, на логотипе Nudge, и здесь, или Nudge, как правильно читать, ну, неважно. Здесь, например, показывается, да, модульная сетка квадратная или прямоугольная. Видите, расстояние, например, да, в которое может вбиваться, например, буква. Все, они примерно одинаковые, поэтому эти буквы смотрятся хорошо. То есть мы не всегда с вами берем готовый шрифт, такие, ну, вот ваш логотип. Типа вы там взяли один шрифт, его просто перевели в кривые и такие показали. Смотрите, нет, мы иногда с вами можем воссоздать логотип, при этом нам достаточно нарисовать одну букву, построить даже, и потом по такому же образу и подобию мы строим остальные. И здесь видите, что очень важно. Одинаковые расстояния показываются, да, одинаковая толщина буквы, и вы ее должны везде соблюдать, да. И этот принцип построения, например, что здесь обрезается, например, на 45 градусов, да, то есть здесь такая своеобразная математика, да. Если кто-то думал, что логотип это о том, чтобы порисовать, то нет, логотип это о том, чтобы понимать, как они строятся, понимать, как применяются сетки, и тогда они действительно должны у вас звенеть и смотреться идеально, да. То есть иногда вы смотрите на логотип и не понимаете, блин, почему он такой крутой, да, вот просто на него смотришь, он идеальный, а потому что все прорабатывалось, да, просто до мелочей, да, то есть ни к чему не прикопаться. Вот когда вы как раз-таки, да, без этих сеток не видите никакого дизайна, значит, он отличный и идеальный. Может быть, модульные сетки, например, на основе окружности, да. Тот же значок Твиттера, кстати, он тоже построен, например, да, та самая птичка окружностями, да, потом оно объединяется, самые там нужные места, чтобы эту птичечку, да, вырисовать, да, форму. Все, у нас она получилась. В данном случае, например, значок Pepsi, да, тоже, пожалуйста, вот он окружности, да, значок Apple, да, тоже, пожалуйста, вам все окружности. Причем тут еще и золотое сечение, да, вкрутили. То есть тут настолько все закономерно и логично, да, то есть тут все высчитано, все понятно, все настолько идеально на своих местах, что вообще никак не прикопаться, поэтому они имеют право, вот как я вам изначально показывал, делать вот так, да, просто, да, какое-то яблочко на каком-то там айпаде разместили, и мы прекрасно понимаем, что это, да, и как это будет работать, да, без всяких лишних вопросов. И могут быть, естественно, комбинированные модульные сетки, да, то есть, пожалуйста, тут вам и окружности есть, да, и могут быть уже модульные сетки прямоугольные, квадратные и диагональные, то есть в данном случае нам надо объяснить, что все было построено по какой-то логике, да, то есть если вы так смотришь на говорите, блин, ну классно, так просто, и думаешь, что человек, наверное, нарисовал вот эту штучку, там ее как-то покрутил вокруг треугольника и что-то такое получил. Так вот, нет, человек сидел, выстраивал это, как-то пытался найти, да, там, градусы сопряжения, да, там, какой-то еще треугольник сюда вместить. Естественно, есть какое-то еще описание, почему каждый из этих элементов находится на этих местах, что каждый из этих элементов означает, да, и когда ты уже это можешь объяснить, расписать, это еще отдельный смысл у бренда появляется, да, и отдельное его построение правильно. Тут смотришь, что все смотрится на своих местах. А когда видишь, как оно строилось, ты понимаешь, почему оно все на своих местах. Поэтому, ребят,
модульные сетки – это наше все. Когда вы будете разрабатывать, например, уже, например, веб-дизайн, да, к примеру, у вас все будет тоже точно так же все строится по сеткам. Здесь, например, у нас в сетку должен встроиться главный блок какой-нибудь, там баннер, да, там с hero image, да, дальше у нас должны быть несколько блоков, тоже должны встраиваться в сетку, да, там какие-то call to action, все у нас встраивается в сетки, да, сетки есть везде. Если вы идете разрабатывать приложение, то там без сеток тоже никуда. У нас есть какие-то отступы от краев, у нас есть какие-то стандарты, где должны размещаться, да, у нас компоненты, мы должны знать, какой величины, да, у нас палец, когда мы тыкаем, да, область, да, там, например, 80 пикселей, что вот в эту область мы должны захватить, например, да, и не больше, не меньше, примерно ее отводить под палец, да, и всегда должно все прожиматься, да, то есть мы должны знать все эти сетки, все эти размеры и прекрасно ориентироваться, и так все строить, именно строить, да, то есть я буду повторять это очень много раз, что мы не рисуем, да, а мы именно строим, потому что мы подсмотрели, узнали, есть специальные, да, там, источники, где можно изучить, как это все строится, перенимаем и воссоздаем, да, уже в своем дизайне, потому что хороший дизайнер – это не тот, который придумает что-то новое, да, а тот, который делает то, чем будут все пользоваться, да, посмотрел, оно там работает, перенял, сделал что-то где-то улучшил, да, но оставил понятным для всех, что вы хороший дизайнер. То есть очень важно в дизайне не изобретать велосипед. Скорее всего, поверьте мне, не получится, потому что ко всем этим модульным сеткам, да, приходили с годами. Итак, дальше идет уже разработка и утверждение логотипа. Да? То есть на этапе, когда мы с вами уже вдохновились, было техническое задание, проработали логотип, все, мы уже отрисовываем варианты. Это один из таких быстрых вариантов было отрисовки. Кстати, заметьте, что раньше был краш-парк, а не контент, да, тоже очень интересный момент. Потом в последний момент просто мне позвонили, сказали, мы поменяли название, Миша. Я такой, ну, классно, да, меняем название, так меняем название. Суть, в принципе, это все оставили, да, но уже смотрится, конечно, не так, как я изначально задумал, но почему бы и нет. Что очень интересно, да, если у нас есть, например, 12 вариантов логотипа, я отправляю заказчику, в данном случае это не очень большой срок был на разработку, да, и что я мог сделать, чтобы человек понял, то это или не то, да, показать человеку, вот вам, например, на черном фоне, на белом фоне, вот вам 12 вариантов, вот они цветные, если есть время, можно показать и ЧБ, да, и человек сравнивает, да, как оно что смотрится. Психологически, кстати, тоже очень важно понимать, что те варианты, которые хотим мы, чтобы их выбрали, они должны быть больше, по центру, ярче, сочнее, скорее всего, их выберут. В данном случае краш-парк находится здесь, да, поэтому вы выбрали. Ну, скорее всего, он еще и по цветам подходит, потому что это стопроцентное попадание по цветам в ТикТок, и, естественно, краш-парк, ну, который нынче контент-парк, это тоже все связано с ТикТоком, поэтому оно то на то и сыграло, да, что этот логотип в любом случае бы и выбрали. Ну, а остальные, как дополнение, просто проверить, как оно будет все смотреться. Поэтому мы разрабатываем и утверждаем дальше логотип. И все, вот, например, у нас выбрали этот логотип, дальше я разрабатываю, например, я прекрасно понимаю, что одним логотипом далеко не уедешь, бренд должен как-то все время быть ярким, сочным, узнаваемым, тем более это детская тематика, например, в основном, да, это подростки и что-то чуть постарше, да, и дети прям. Я создаю идею, например, со стикерами, да, и все, пожалуйста, я могу вот этот логотип контент-парк вообще выкинуть, убрать, вы будете сейчас видеть, например, вот эти яркие, сочные, да, цветные стикеры, и прекрасно будете понимать, что это тот самый контент-парк, потому что это те же цвета, тот же подход, да, те же обводочки, да, и смысл, да, все равно бренда начинает передаваться, да, сюда же. Вот так, например, выглядел уже окончательный, да, то есть фирменный стиль. Да, он такой достаточно не очень большой прям, но здесь показано все, чтобы этот бренд был узнаваем. Да. То есть начинается логотип, мы показываем, как может быть он с фоном использоваться. Очень важный момент, здесь есть вариант ЧБ и в один цвет, то есть прям монохром логотипа. Могут быть стикеры различные, да, то есть как оно все вместе может сочетаться, цвета мы показываем, градиенты показываем, шрифты, и это уже основная часть, в которой, в принципе, мы можем выстроить все видение бренда. Я в данном случае показываю еще какие-то постеры, как можно использовать, как можно, например, стикер-бомбинг делать, да, то есть видите, здесь фоны, которые есть, они тоже тут ничего случайного никогда у нас не бывает, да, то есть каждый элемент всегда должен быть на своем месте. И разрабатываю, например, вот такие уже куртки, свитшоты, показываю, что, как должно использоваться, в данном случае в фирменных цветах, чтобы это было понятно и узнаваемо. Ну и вот такие вот, то, что я вначале вам показывал, могут уже быть там вывески какие-то уже делали ребята.
стикерами все заклеено, да, и вот там куча уже вот тех же вещей, видите, которые вот внизу все прорисовал, вот, пожалуйста, вот уже здесь все напечатано, готово. Это все делает дизайнер, да, от начала до конца. Это все уже создание бренда, да, то есть когда-то вроде рисовал только сейчас логотип, потом раз, это все уже воплотилось в реальные материальные такие вот вещи, которые можно пощупать, посмотреть и понять, что они относятся, например, к контент-парку. Ну или Инстаграм, да, уже вы уже прекрасно понимаете, что вот это Инстаграм контент-парк, а не какой-то другой, потому что вот здесь я уже его никак не веду, никак к нему не прикасаюсь, я отдаю просто фирменный стиль, и тот, кто его ведет, просто все прекрасно подбирает, да, то есть он понимает, что я делал все по какому-то смыслу типа наклеек, немножко все кривенькое, косенькое, специально, да, то есть это у меня был как ход такой, да, я обвожу, например, персонажей, они тоже начинают это все обводить, да, тот, кто это делает дизайн, он понимает, как это все строилось, и точно так же начинает это использовать в дизайне. То есть вы, в принципе, не задумываетесь, думаете, может, что все это построил один человек, и все это ведет, но нет, это могут делать разные люди, потому что вы на самом старте объяснили, как будет продвигаться бренд, как он должен выглядеть, как должен себя продвигать и ассоциироваться. Ну, в данном случае еще там какие-то стикеры, еще какие-то дополнительные вещи есть. Так, иногда, иногда, очень часто, в скобочках, у нас недостаточно времени на разработку дизайна, да, к сожалению, такое частенько бывает, и нам необходимо, например, брейнштормить, да, с клиентом, да, приходить к каким-то идеям, каким-то пониманием, как все должно происходить, да, и, например, вот то, о чем я в самом начале, помните, я вам говорил, да, то есть мы разрабатывали а, рекламную кампанию как раз-таки для Сакта, то есть «Живи» она переводится на русский. Надо было показать, что вот проблема, которая сейчас появилась, ну, тогда еще, да, что вот она острая, да, и как это все подать и поднести. И мы разрабатывали быстрые концепты, да, то есть я и с художниками делал, и свои баннеры делал, да, то есть с компанией ТАР совместно мы делали. Было много-много разных вариантов подачи информации, и в итоге, как вы видите, выбрали художественную, да, подачу. Но смотрите, которые первые моменты мы рисовали, то, о чем я говорил, они очень жестокие. Как понять, да, то есть, что это очень жесткий, резкий, да, и немножко тревожный дизайн. Да, тут очень много красного цвета, да, то есть красный такой багровый цвет у нас это первая прямая ассоциация будет с кровью, да, то есть это нагнетение, да, то есть это опасность, это тревога, да, и представляете, если бы мы весь город, да, в итоге заполонили такими баннерами, то есть ощущение было бы, наверное, какого-то апокалипсиса, да, и не хватало бы только, чтобы на них были какие-то мигалки, там еще поставить колонки, чтобы там сирена была, и все, это будет уже загоняние загнание, как не знаю правильно сказать, ну, действительно, трансляция ужаса. Да. Поэтому потом уже, когда обсуждалась дальше идея, пришли к более мягким решениям, именно информационным. Да. Но изначально все было вот так вот жестковато, да. Я дальше уже разрабатываю логотип, да, в данном случае можно, опять же, да, посмотреть внимательно, что есть какое-то размещение, да, там по сетке, да, то есть Акта, защити, оно смотрится в принципе одинаково, что так, поверьте мне, каждая буква тоже, когда есть шрифт, она подтягивается визуально, да, там в миллиметрах буквально, да, в пикселях, чтобы смотрелось и там, и там, и там хорошо. Знак, да, в данном случае это одновременно, да, защити, да, то есть мы говорим о здоровье, естественно, я совмещаю два, например, объекта, это как щит и сердце, да, то есть щит у нас защити, а здоровье это сердце, совмещаем их вместе, получается, да, вот такой у нас знак, да, то есть в данном случае у нас вот этот вот значок это есть, а это шрифтовая часть. Вместе это получается, да, логотип, да, и в данном случае я просто держал скрепку, крутил ее, вертел и понял, что, блин, это же офигенная действительно идея, да, вот так это сделать из скрепки, потом это масштабировал идею, так мы ее и оставили. И тут тоже, да, все в одной толщины идет, да, то есть оно все устраивается, все по сеткам, все понятно, ровно, да, и привлекательно получается, когда вы все делаете с логикой, да, с сетками. Это очень важно. Вот так уже выглядел окончательный вариант, да, подачи. Ну, хотя нет, даже этот не окончательный, потому что вот здесь есть арты, которые изначально, да, они были такие, то есть мы постоянно умягчали арты, то есть все были такие более жесткие, более агрессивные, и с каждой переработкой фирменного стиля, фирменный стиль прям вот этой всей рекламной кампании, наши жесткие арты смягчались, то есть там уже видите, были такие более абстрактные, то есть там, если мы говорили прямо, мойте руки, носите маски, да, помогайте друг другу,
не верьте там фейковым новостям, да, проверяйте все. И вот такие жесткие арты, где там что-то врачи моют или уходят там в ночь работать, мы это в итоге убрали, потому что слишком был такой жесткий посыл и оставили такой более мягкий, понятный. И, естественно, да, во всем фирменном стиле я разбираю, как может вести себя бренд, да, и описывая только весь бренд, я уже показываю, как будут выглядеть все баннера, вся рекламная кампания, да, то есть мы, когда разрабатываем, да, такие вещи, как фирменный стиль, брендбук, логобук, мы уже показываем, как будет себя позиционировать бренд, да, от самого начала до самого конца. Чем мы подробнее это показываем, тем лучше, потому что и нас потом не будут тревожить, да, как дизайнеров, создателей, и тому, кому это передадут, будет удобнее с этим работать. Поэтому всегда думайте о тех, да, кто получит данный, вот этот, например, материал и будет с ним работать. То есть делайте все красиво, все правильно, все хорошо, все логичным, да, переводите там, где надо все в кривые, где надо оставляйте шрифты, если не надо, все переводите в кривые, да, чтобы люди прекрасно понимали, как это все работает, какие здесь цвета, как показывают заголовки, да, как работать, например, с изображениями, потому что в данном случае очень много изображений в компании, и все, у вас будет все прекрасно работать. Это одна из частей, да, только этого фирменного стиля, потому что еще очень много мы показывали, например, да, там, по рекламной кампании. Вот тоже, кстати, картинка потом в итоге уйдет. Триптик из 3 плакатов мы тоже потом, он уйдет. То есть вот эти арты мы в итоге исключим. Вот такой тоже исключим, потому что слишком жестко. Такой мы тоже исключим. То есть мы пришли к таким более простым вещам. Это мы тоже исключили. Как вы видите, была проработана огромная, да, работа. Очень много было детальных изображений, прям интересных. Вот арты, классно все. Но, к сожалению, все не может заходить. Это все потом отметается, да, и остается что-то более другое. Да, как раз-таки за это клиент, в принципе, да, и платит, он это, в принципе, ожидает, что мы проделаем большой процесс работы, и может кто-то там и видит, что там, допустим, простые какие-то арты, надписи, руки, да, но он не видит то, что было до этого, да, как строилась вся работа, а там действительно прям огромнейшая, да, и вот сейчас я вам показываю, вы будете на это смотреть абсолютно по-другому, как мы пришли к таким простым вещам, да, изначально были вот такие вот, да, там детальные прям иллюстрации супер атмосферные, да, такое может быть, но это нормально, да, что мы должны прийти к чему-то идеальному, да, чтобы все были удовлетворены. В данном случае так это и произошло. Ну и результат, да, например, то есть мы в итоге, например, простроили, после того, как уже арты у нас появились, это вообще скриншот из фигмы, тут уже можно было просто, да, там, отдать любому другому дизайнеру, это даже, по-моему, уже не я собирал, такие же подобные, да, там, концепты, да, я показываю один постер, как он должен выглядеть, человек может построить по ним все остальные, да, это такой адаптив получается в графическом дизайне, это тоже важно, это тоже удобно, это тоже необходимо использовать, да, то есть там могут быть и плакаты, или баннера, или это огромная остановка, вообще без разницы, что делать, просто создаете, да, и так оно получается классно, да. То есть вот тут смотрите, да, какие-то уже баннера, когда разрабатывали, их там миллион вариантов, вот это уже конечные точно варианты идут, да, мы просто тиражируем надписи, говорим, что делать, и какая-то такая минимальная нагрузка, картинка, да, ассоциирующаяся с этой надписью, все. И человек полностью на 100% будет считывать всю информацию. Вот так, например, выглядят уже эти постеры, да, например, в городе. Вот такой триптих мы уже в итоге оставили. Нет никакой уже жесткой нагрузки, просто информация. Как-то так. О, тут я не поменял, да, еще одну обложечку. Это моя основная, да, как вы поняли, идея по брендингу, да, специально для QSDME, но иногда, да, на разные случаи жизни тоже это использую. Давайте на самом первый вернем, где самая красивая была. Если у вас есть вопросы, я думаю, наверняка они у вас есть, можете их смело задавать. Отвечу на все. Пускай вот это, наверное, останется, где если переходить на меня будет удобно. Азамат, Спасибо. ты здесь? Да, я здесь. Спасибо большое. Прям слушал с самого начала. Очень мне понравилось, как ты всю эту презентацию подготовил. Видно, что с годами твой профессионализм растет. Спасибо И да, большое, вот очень приятно. логотипы, которые Миша вначале показывал, как раз и я тогда был рядом. И макеты, которые он делал, скорее всего, парочку я еще сверстал. И потом мы с Мишей тоже очень долго вместе с коллаборацией, как фрилансили. Миша рисовал логотипы, делал макеты сайтов. Я их верстал, сажал на WordPress и продавал. В общем, так немножко зарабатывали денег. Сейчас я очень рад, что у тебя еще курсы открылись.
пожалуйста, желающие, обязательно записывайтесь на курсы Миши, пока он еще сам преподает. Иначе, вот видите, Миша растет, он вырастет, станет там еще президентом какой-то компании, скажет: все, теперь вы сами учите, я буду зарабатывать. Поэтому пока есть Дай бог, так и возможность, будет, да. да, пока есть возможность, пока Миша горит этими вещами, пожалуйста, вот ищите Орш IT в Инстаграм, записывайтесь. Я уже тоже парочку посмотрел результатов, нравится. Тоже смотрю сторисы, прям Ну, я, в круто. принципе, выкладываю постоянно, да, чтобы люди видели, да, вот ты правильно подмечаешь, что это не фейк, да, типа, ну, отходили все на курсы, типа, а что дальше, да, с этими людьми становится? А дальше они начинают реально работать дизайнерами. Естественно, не все, потому что это, как я говорил до этого, это достаточно личностные, да, качества, именно то, что ты хочешь развиваться, ты хочешь расти, ты хочешь продолжать. Но те люди, кто приходили именно с таким желанием, они в итоге продолжали, и, допустим, там неделя-две, все, этот человек отбил курс. И для меня самого, да, было это насколько поразительно, да, что вот это действительно все работает. Ты человека толкаешь до конца, мотивируешь, и все, он дальше начинает там бороздить пространство дизайна и создавать крутые вещи, да, и в итоге все счастливы и все рады. Да, да, сейчас тренд. И да, у нас традиция, когда приходит спикер, мы оставляем фидбэки у нас в Дискорде, но Миша нет у нас в Дискорде, поэтому вот идите в Инстаграм, снимайте сторисы, отмечайте Мишу, говорим спасибо, потому что Миша сегодня пришел, рассказал про дизайн, и это он сделал бесплатно. Спасибо А, вам. да. Кинул крючок, Да, называется, да, мы да. Мише ничего не заплатили. Нам очень важно, что ты, да, вовремя к нам пришел, вовремя рассказал, потому что вот у нас как раз в самом начале строим нейминги, делаем логотипы, делаем проекты, и все будет все брендовые проекты, надеюсь. И все проекты социальные, поэтому мы тоже хотим, чтобы это было, что это все Мгм. проекты помогали нашей стране. Давайте теперь фидбэк, нет, сперва вопросы, да. Давайте поднимайте Давай, самое руки, интересное. да, поднимайте руки, задавайте вопросы, пожалуйста. Ох, уже сразу. Так, Алина Бахтыбаева, Бактыбеков, я его прочитал. Бахтыбеков, точно. Алина, можете включать микрофон или... Так, давайте. Здравствуйте, Михаил. Здрасте. Было очень интересно. Мы очень рады с вами познакомиться, встретиться. Если бы не этот Адам Аталай и Business Academy, мы бы не узнали бы, наверное, о вас. Ваша презентация очень прям красиво все, нам все понравилось. И я вот такой хотела вопрос задать вам. Допустим, клиент хочет, допустим, вам заказ сделать, да, и чтобы сделать бренд, примерно какое время уходит? Ну, сколько дней за сколько дней вы, получается, создаете такой бренд? Ну, по времени. Ох, сразу прям так. Я думал, первый вопрос будет, спасибо за вопрос. Я думал, первый вопрос будет, сколько вы зарабатываете и сколько стоит ваш прайс, пожалуйста, назовите. Ладно, давайте пока про временные рамки. Так, смотрите, Да, в среднем, да, спасибо. сколько построить, да, пожалуйста, пока сейчас отвечу быстро. Чтобы построить один логотип, в среднем по времени уходит недели-две, да. Но мы не работаем так, что типа мы пожали руки такие, взяли деньги такие, ну, я пошел создавать логотип, и типа 2 недели прям рисуешь. Нет, это не так происходит. То есть все идет с того момента, когда вам оплатили, пока там подготовили все документы. Это иногда может занимать, кстати, и недели, и месяца даже, да, смотря с кем вы работаете. А если это какая-то достаточно простая компания или ваш знакомый, ваш друг, да, то с того момента, как вы пожали там руки, взяли аванс, начали работать, это примерно 2 недели для создания логотипа нормально. Но это как работает? Вы там 3-4 дня поработали, уточнили ТЗ, скинули первые варианты, наработки, человек что-то выбрал, или все не то, вы дальше работаете, получаете комментарии. Присутствуют, естественно, выходные в нашей жизни, и плюс-минус, да, с таким фидбэком логотип построить 2 недели, это достаточно, да. Если сделать, дальше у нас идет, да, давайте разбираться, что такое, да, у нас есть логотип, логобук, фирменный стиль и брендбук, да, такие, наверное, 4 основные параметра, да, по которым можно разбить вообще, да, отношение к бренду. Одного логотипа может быть недостаточно, да, как работать с брендом. Мы должны показать цвета, хотя бы еще и шрифты, да. И в этом случае это уже будет логобук, да, когда мы добавили к нашему логотипу его использование, цвета и шрифты, да. Все, человек может с ним работать, и на
эту разработочку надо уже, например, недели 3, да, например, выложить 3-4 недели. Если мы хотим показать с разными носителями, да, то есть как это будет там ассоциироваться с каким-то брендом там на каких-то пакетиках на машине, там, не знаю, если это кофейня, это будет там упаковка для пиццерии, это будет стаканчики для кофейни, да, это одновременно будут какие-то еще дизайны в интерьере, фартук персонала, да, все будет зависеть от позиций, которые входят в фирменный стиль. И чем больше позиций, тем больше времени это занимает. Хороший фирменный стиль, естественно, может уже разрабатываться месяц-полтора смело, да, то есть это такие минимальные рамки. Естественно, у нас есть еще остается, да, то, о чем я вам еще не назвал, брендбук, да, тот самый брендбук. Очень часто почему-то, кстати, ко мне обращается человек, которому нужен просто логотип и говорит: здравствуйте, мне нужен брендбук. Я ему говорю, например, брендбук стоит от $1500, и человек просто исчезает, да, то есть он не то имел в виду. И, естественно, приходится иногда объяснять, что брендбук, смотрите, это все то же самое, что я до этого перечислил: логотип, логобук, фирменный стиль, и плюс мы описываем миссию, цели и видение своей компании, да, это может быть еще просто писанины на страниц 20-30. Для чего это делается? Потому что могут быть крупные компании, у них есть франшизы, они могут быть в разных странах, все говорят на разных языках, и представляете, человек там разработал только логотип или логобук. Нонсенс, такое невозможно. И видели, например, крупная компания Pepsi объявила там о редизайне, было потрачено 10 там, миллиардов долларов. Да, такие цены могут быть на дизайн, потому что, представьте, надо переделать по всему миру все. Да, поэтому такие цены. Там у BBC, по-моему, самый дорогой логотип. Я не буду врать, но посмотрите, там цены, ну, действительно огромнейшие. Да. Это не просто $200, не $2000, не $20 000. Там исчисляется уже миллиардами, потому что огромный объем работы. Там год все может перерабатываться или 2 года, а потом вышли новые тенденции, и надо все еще раз переделать, и пошло-поехало. Поэтому логотип строится там от 2 недель, ну, плюс-минус 2 недели, да. А если что-то такое уже крупное идет, все, там дальше поехало, просто относительно будет зависеть. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от Роберта Мамбетказиева. Роберт, можете включать микрофон и задать свой вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Азамат. Очень крутая презентация. Спасибо. Я хотел задать вопрос такой. Что лучше, создать новый логотип или сделать ребрендинг уже готового логотипа? И сколько будет ребрендинг делать готового логотипа, ну, по времени и по ценам? Сложный достаточно вопрос, на самом деле. Тут, наверное, все будет зависеть, что за логотип, что за компания обратилась, да. Если это, например, какая-то компания, у которой вот сейчас, например, я делаю ребрендинг компании, обратились с Казахстана, переработка вторсырья, и логотип у них действительно устарел, ему уже компании 17 лет, и за 17 лет он не менялся ни разу. Естественно, уже 10 раз поменялись все тренды, это не актуально, не популярно. Мы решили все полностью переделывать, да, и в данном случае не шла вообще речь о том, чтобы его как-то чуть изменить, это по сути вообще все новое, да, и новые полностью визуалы. А бывает так, что ко мне обращаются, надо тоже типа попробовать там более новую, улучшенную версию логотипа. Я ищу, пробую, и бывает даже так, что можем вернуться к той же, просто я ее улучшу, натяну прям жестко на эти модульные сетки, чтобы она смотрелась все четко, геометрично, ровно, понятно, распишу все, как оно должно находиться, и этого может быть достаточно. Сделаю больше цветов, распишу, как они должны использоваться, какие могут использоваться градиенты, это будет детальная работа, и тогда это будет там уместно. Да. Иногда действительно может быть даже так, что человек придет с логотипом, он достаточно неплохой, его надо оставлять, да, сказать человеку честно, что, слушай, он в принципе у тебя никуда не пропадает, он хорошо смотрится, может быть, там, подобрать какие-то более трендовые цвета, может быть, его немножечко улучшить, но в принципе это называется рестайлинг, да, чуть-чуть поменяли стиль, и все, это не ребрендинг, именно рестайлинг, все, он пускай будет дальше жить своей жизнью. А иногда бывает так, да, что людей надо просто отговаривать, не надо ничего делать, типа, и так все хорошо, слушай, можешь дальше смело жить с этим, и все будет нормально. Поэтому все зависит от конкретной ситуации, да, как будет происходить. Вот. Спасибо большое. Следующий вопрос Эрджан Джентаев. Пожалуйста, можете включать микрофон. Да, здравствуйте. Михаил, здравствуйте еще раз. Здравствуйте.
пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, что пришли, уделили свое время и так классно презентовали, все объяснили, понятно. Спасибо. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча, вы будете еще приходить и учить нас многому. У меня такой неудобный вопрос. Как нам создать что-то новое, если все уже придумано? Мгм. У меня все. Спасибо большое. Мгм. Это достаточно частый вопрос, и он в корне, я вам скажу, неверный. Да, да, действительно, уже много чего придумали, но всегда найдутся какие-то пути, которые никто не проходил. И если вы соединили какую-то 35-ю идею со своей 50-й, это было с вами, у вас нигде не украдено, вы сами это придумали, сами к этому пришли, сами это простроили, вложили туда свой смысл, какой-то дополнительный, может быть, смысл. Это уже была там не первичная идея, вторичная, даже, может быть, третичная, да, очень глубоко копнули, все, это будет полностью ваше. Иногда наоборот даже, может, какие-то простые вещи, на удивление, сделать, и тоже они не были созданы, да, то есть если вы все строите, простраиваете, смотрите, как оно все будет работать, ну что ж, да, то есть, скорее всего, что-то интересное найдете. Если вы где-то взяли, подсмотрели, там такой же прием у себя применили, то, к сожалению, да, вы пошли неверным путем. Если вы придумали сами что-то, улучшили, переделали, совместили со своими идеями, то пожалуйста, да. Это точно так же, как думать, да, что вы, например, тут, ну, здесь, наверное, многие, да, пытаются там или хотят, да, быть фрилансерами или ищут, да, там работу на каких-то, да, получается, биржах, да, и будет в корне неверное предположение того, что там не хватит на всех работы. Поверьте, работы всегда гораздо больше, чем тех людей, кто идут на эти биржи. Поверьте, на всех ее хватает. Да, то есть если вы просто так мыслите изначально, это неправильное мышление. То есть надо сразу идти, делать, работать. К вам придут первые, да, там какие-то уже дивиденды, потом дальше, у вас растет рейтинг, и все становится круче. Точно так же с идеями. Вы проработали одну, вторую, пятую, 50-ю, 150-ю, какие-то хорошие выбрали, человек вам тоже подсказал, внес свои комментарии, что-то изменили, подкрутили, готовый бренд, да. Поэтому мыслить так, что все уже создали, это неправильно. Спасибо большое. Следующий вопрос. Айсалкын, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, Азамат. Здрасте. У меня вот такой вопрос. Вот социальные проекты, вот вам, ну, кто оплачивает такие проекты? Или, например, Компании. да, Социальные компании их и оплачивают. Кто заказал, тот за это все и платит. Ну, да, а как еще? Ну, конечно. не Министерство культуры, вот не Нет. Ну, в Министерство смысле, здоровья. кто прямую это все заказывает, да, тот это все уже и оплачивает. Мне, в принципе, да, как исполнителю в данном случае, да, по работе, все равно, откуда уж там человек берет эти деньги, как он их зарабатывает, да, то есть это уже не мое дело, да. Мое дело то, что я договорился с человеком, там, обсудили список услуг, сколько я должен заработать, там, допустим, есть аванс, постоплата, все, пожалуйста, да, как человек, откуда они пришли к нему, да, это уже меня ни в коем случае как профессионала не должно касаться, да, то есть это достаточно странный будет вопрос, откуда вы эти деньги там берете, не подскажете мне, ну, это же некорректно. Спасибо. Следующий вопрос. Арчабек Нурбекулу, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, добрый вечер. Здрасте. Спасибо за вашу презентацию, она была очень интересная, да, вот слушал и смотрел вас с открытым ртом, так сказать. Спасибо. У меня несколько вопросов Да. насчет ваших инструментов. Вот вы касались насчет фигмы. Какие еще инструменты вы используете? И как часто вы их используете? И сколько зарабатывает UX, UI дизайнеры, в общем, дизайнеры? Все-таки прозвучал, да, этот вопрос? Да, вот просто вот средняя оплата, это хотел бы интересно узнать, сколько они зарабатывают именно на рынке Кыргызстана, да, и может даже за рубежом. Как обстоят дела именно с фрилансом, да? Так, все, Можно ли? тихо, подожди. Ага, Я сейчас не запомню все вопросы. Хорошо, вот Я два вопроса, уже услышал потом... я уже услышал два, давайте на два отвечу. Там, если Хорошо. что-то появилось новое, то пойдем дальше. Я в голове столько не выдержу. Итак, первый вопрос про инструменты, да. Смотрите,
Первый инструмент – это руки, да, видите, руки, мы ими рисуем, делаем какие-то там бумажках зарисовки, и поверьте, я учу точно так же, да, на своих занятиях, что если у вас есть идея, концепт, предположение, насмотренность, видение, да, того, что вы должны создать, вообще насрать, в каких вы инструментах будете работать. Хоть рисуйте, фотографируйте, трассируйте в иллюстраторе и продавайте, да. Поверьте мне, есть такие люди, которые этим именно занимаются. То есть это вообще не имеет никакой разницы, в чем и как и где вы работаете. Но те инструменты, в которых я работаю, это Photoshop для работы с графикой, именно растровой, да. Дальше у нас есть иллюстратор для работы с векторной графикой, где чаще всего будут создаваться или всегда будут создаваться, например, логотипы. Дальше уже оформление фирменного стиля брендбука, логобука, без разницы, да. И Figma, естественно, да. Тут мы уже работаем абсолютно на максимум, если делаем, разрабатываем приложения, лендинги, сайты, многостраничные сайты какие-то или какие-то баннеры для рекламы, потому что там удобно работать с плагинами, это все происходит очень быстро, очень можно все автономно быстренько заменить, поэтому идеальная вещь. Про инструменты рассказал. Дальше был вопрос, мухи. Дальше был вопрос про что? Про UX UI дизайн, да, вспомнил. Сколько зарабатывает дизайнер? Итак, давайте начнем с самого начала. Нет такого понятия, сколько зарабатывает UX UI дизайнер, потому что это разные личности на разном времени, да. То есть, опять же, как в IT-специалистах, да, тоже разряды есть, например, junior, есть middle, есть senior, и потом он уходит еще куда-нибудь там продакт-дизайнер, и они все зарабатывают, поверьте, по-разному. Если мы начнем рассматривать, да, от стажера UX UI дизайнера, он не зарабатывает чаще всего ничего, работает за еду, зарабатывает там 200, 300, 400 долларов, и пошло-поехало. А максимума в этом пределе нет. Да? Чем вы круче специалист, чем вы незаменимее, тем вы интереснее идею предлагаете, чем больше вы можете помочь бизнесу в его развитии, чем ценнее вы становитесь, тем логично, конечно, вы больше всего зарабатываете. Да? То есть какие-то там начинающие годы я мог зарабатывать 500, 600 и 700 долларов, ну хотя это уже такие неплохие, да, годы были. А в лучшие моменты, когда я занимался UX UI дизайном, я мог уже зарабатывать и 1500 долларов, и 2000 долларов, и бывало даже что 3, но поверьте, я в эти моменты уже просто занимался только работой. Больше ничего у меня в голове не было. Меня хватало только на то, чтобы сесть там за стол, начать работать и в конце вечера просто упасть спать. Да? Это какие-то карантинные времена. Сейчас я от UX UI ушел, да, зарабатываю чуть поменьше, конечно же, потому что не сижу все время в проектах, но жизнь для меня в этом плане стала гораздо интереснее. Ну и вообще, в принципе, пошел в преподавание, да, и тут тоже как раз-таки для меня много чего интересного открылось. И в плане погони за деньгами уже как-то я не увидел, да, такого большого смысла именно в просиживании, то есть бесконечном UX UI дизайне. Да. Поэтому, в принципе, я стал опять графическим дизайнером, продакт-дизайнером, UX UI такой на минимум, да, и преподаватель. То есть то, что меня сейчас прям устраивает. И какой еще был вопрос теперь уже? Классно. И последний вопрос именно вот касалось фриланса, да? Как именно обстоят дела с фрилансом, насыщенность? Вот смотришь макеты в Dribble, Behance, да, и там просто куча дизайнов, и создается ощущение того, что все, уже этот рынок уже заполнен, да, и нету там места дополнить. Вот опять начинается, да, что все уже создали, все нарисовали, все сделали. Поверьте мне, ничего не создали, ничего не нарисовали, ничего не сделали. Это все тренды, да, вышел тренд, он появился, все начинают туда стрелять, все делать подобное, оно работает, новый тренд появился, все туда же, а ты такой сидишь, смотришь, блин, опять все создали, да, ну не успел, вот сейчас бы туда выстрелить. Это неправильное мышление, да, и не надо думать постоянно трендово. Да, вы должны разбираться в трендах, это важно, это понятно, но не надо, да, только ими следовать, да, то есть есть классический дизайн, надо понимать, как все строится, цвет, типографика, композиция, никто нигде не отменял, да, это основные приемы. Сидим, смотрим, да, разрабатываем, работаем, да, и понимаем, да, как проходит тренд. То есть ни в коем случае нельзя отставать, надо следить за инструментами, да, их обновлять в этом плане, да, то есть надо смотреть, какие тренды, но оставаться всегда очень важно на плаву, да, и никогда не говорить, что уже все создали, я такой никчемный, ни в коем случае себя
не сравнивать с другими какими-то дизайнерами. Всегда будут лучше, всегда будут успешнее, быстрее, те, кто больше зарабатывает, но просто берите, да, цели и стремитесь к таким же людям, да, и тогда и вы тоже будете развиваться. В плане дрибла, например, заходишь, там такие классные дизайны, но дрибл говорит, что классные дизайны – это абсолютная чушь, потому что чаще всего это офигенно красивые шоты, это показать, какие у тебя крутые хард-скиллы, но не больше, да, это чаще всего не рабочие макеты, да. А Behance посмотреть проекты, да, это уже там логично, что-то интересно, да, как-то можно себя преподнести, продать, но вот там, да, уже что-то интересное. Но поверьте, даже там, да, то есть не все продано. Мы сейчас какой-то проект, например, выложили, мы вообще разрабатывали этикетки для пива, сделали свой дизайн крафтового пива, выложили, да, и, пожалуйста, там стрельнуло, да, лайки, все приходит. Хотя подумать бы, да, таких крафтовых пивасиков уже, наверное, там сотни, тысячи, не знаю, десятки тысяч. И, пожалуйста, вы что-то выложили, свежее, интересное, ваши идеи совместили, да, коллаборация какая-то, тогда получаете что-то крутое. Поэтому никогда не думайте то, что уже все создано. Нет, ни разу, это неправильно. Спасибо большое, Миша. Очень развернутый ответ. Двигаемся дальше. Спасибо, Арчибек, за вопрос. Следующий Джама Рустамова. Ваш Да, вопрос. здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Миш. Здравствуйте, Азамат. Всем добрый вечер. Спасибо организаторам и вам, Миша, за такую информативную встречу. У меня тоже несколько вопросов. Могу начать с первого. Давайте. Мой первый вопрос. Как вы получили свой самый первый заказ и были ли трудности при исполнении? И вначале какими инструментами вы работали прям с нуля, когда только-только начинали? Это пока первый вопрос. Так, давайте пока на него отвечу, чтобы не забыться, да, потому что потом второй, наверное, будет бессмысленно мне задавать. А потом позже, как отвечу, сразу можете спросить второй, хорошо? Окей. Так, смотрите, первый мой логотип – это вот этот. Я про него говорил, да. То есть я пришел в IT-компанию, в Spalmo. На тот момент она еще, по-моему, не была IT, хотя, по-моему, приложение ребята уже начинали делать. Я не знаю вообще на тот момент никакие программы, потому что я пришел, вот, если вот так смотреть, вот с такими знаниями, то есть это мой Behance, я просто рисовал арты, да, то есть я не графический дизайнер был, я digital art занимался. Но у меня было прекрасное понимание цветов и композиций. С типографикой беда. Но поверьте, типографика беда у многих дизайнеров даже спустя большие годы, потому что это все-таки вырабатывается, ну, за очень долгое время, да, то есть мы можем находить какие-то пары, но это долго. Так вот, первый мой логотип был вот этот вот Sunhouse Каракол, да, то есть обратились в компанию, сказали, что хотят логотип, я разработал, попробовал какие-то формы, делал я это все в Adobe Illustrator. На тот момент я умел только до этого кисточкой рисовать, но пришлось посмотреть несколько туториалов, освоить, поспрашивать специалистов поопытнее, сказали, что, где, как лучше, как с этим работать, как цвета мешать, посмотрел какие-то еще видосы, разработал целый фирменный стиль, не понимая, что такое фирменный стиль, да, то есть просто делал там шаг за шагом, когда мне говорили, сделай это, сделай то, сделай 5-10, размести тут, мы тут тебе поможем, покажем. Да, и так я видел постепенно, как это все выглядит. Трудностей с работой с инхаусом никаких у меня не было, если честно, потому что я просто это делал в кайф. Мне нравится вот создавать, мне нравится работать, и также, когда вы получаете офигенный, да, такой фидбэк, да, от человека, что всем все нравится, вам все нравится, кому вы передали работу, всем все нравится, все довольны, да, получаете еще и гонорар, то есть вообще все счастливы, да, то есть каких там проблем не было. Проблемы были, когда уже подключился Photoshop, и вот там я абсолютно ничего не понимал, да, то есть я вообще никак не знал, там приходилось помучиться, да, а пока я работал с иллюстратором, все было прям прекрасно, идеально, да, то есть чистый дизайн, в принципе, до сих пор прям такой люблю, чем проще, тем лучше. И второй вопрос был. Спасибо. Помните, в начале Азамат Утапов сказал, что мы начинаем проекты, да? Да. Начинаем работать. Вот там из этих проектов есть один проект, называется Clicheck Digital. В будущем это будет как веб-студия. Ага. И наши студенты, наши будущие коллеги сделали несколько видов логотипов. Там было очень много, как ранее сказали, где-то около 40. Но мы тоже выбрали где-то около 10, да. И я бы хотела вам показать и получить фидбэк, типа ваше мнение, по вашему мнению, какой из этих логотипов больше подошло бы. Если хотите, могу сделать шейр, либо давайте я вам
лучше ссылку Да, скину да, в чат. давайте, Это уже да, отдельно, наверное. да, давайте так. Мы сегодня говорим про основы брендинга. Миша специально пришел и рассказал час. И сейчас Мгм. задаем вопросы про дизайн. А, Вот, давайте мы, да, заканчиваем с вопросами по поводу показов логотипов. Это же другая работа, это другой вопрос. хорошо. Миша уже сделал нам услугу, выбрал логотип для Куздеми. Вот. Давайте пару вопросов, последний вопрос, и Азамат. потом... Ага. Саламатсыз, Азамат ағай, мен Тимур. Да, вот Тимур Мон, основатель Builders Академии. Добро пожаловать на сессию. Да. Добрый вечер. Здравствуйте, крутая Соседи. презентация. Да, я вас знаю давным-давно. Хочу сказать, что помните, мы к вам обращались с запросом для юрты, по-моему, лет Да. 5, да, назад, 4, я не помню. Ну да, я еще тогда в Спалме работал, да, это много лет назад было. Как минимум 5. Вот. И я хочу сказать то, что вы профессионал, 5 лет вы, как бы, мы видели ваш рост в вашей карьере. Вот вы сегодня, в общем, вы большой молодец. И можете ли вы поделиться вашими рекомендациями для книг, для подкастов, которые помогают вам? Может быть, просто интересно или какие-то странные для саморазвития. Ну, в общем, просто самые интересные книги. Можете поделиться, пожалуйста? Да, без проблем. Спасибо большое, очень, очень приятно. Так, смотрите, книжки, далеко даже ходить не буду, да, у меня есть настольная книжка, одна из, это «Дизайн привычных вещей», вот так сейчас это все фотографируем, да, особенно те, кто хочет пойти в UX UI дизайн, и читаем эту книжку, да, изучаем, да, она достаточно сильная, очень научная, немножечко тяжеленькая, но очень интересно. Потом я бы в свой топ, наверное, книжечек добавил немножко психологических, именно умение общения с клиентом. Мне очень нравится книжка, которую читал, «Искусство деловой переписки», по-моему, она так называется, да, от создателей «Пиши, сокращаем», такая бирюзовенькая, ярко-бирюзовая, да, там именно как правильно разговаривать с клиентом, да, как понимать буквально, да, с первой фразы, как человек с тобой поздоровался в мессенджере, что это за человек, и поверьте, да, это реально так работает, потому что очень часто бывает, всегда, когда вам пишут, да, и ваши первые ощущения, что-то не складывается, скорее всего, и в проекте будет все примерно так же работать, потому что у вас уже какой-то, да, там, несоответствие и когнитивный диссонанс, да, если человек, вы видите, так же с вами разговаривает, как и вы с ним, это, во-первых, очень большая эмпатия получается, да, потому что вы на одном языке разговариваете, человек выделяет много времени на то, чтобы составить сообщение, да, это очень важно, кстати, да, поэтому эту книжку я бы очень советовал. И, наверное, советовал бы очень книжку «Сожги свое портфолио». Вот, тоже, это Майкл Джанда, очень крутая книжка, очень крутая. Там больше 100 советов человека, который прошел тоже от самого начала, да, дизайнера, который сидел где-то в подвале, да, занимался дизайном, до человека, который уже владеет корпорациями, да, и там такие цифры раскрываются, такие истории каждый раз. Каждая история, она поучительна, да, то есть говорится, вот я так сделал, лучше бы я сделал, например, вот так, или вот если вы так поступили, это было нашим хорошим, да, действием. И к концу книги там уже разговор идет, например, про деньги, про бюджеты, и тоже много от чего страхует. А начинающим дизайнерам эта книга просто обязательно к прочтению. Такому в универе не учат, на занятиях тоже вы нигде это не узнаете. Это очень психологически мотивирующе, тоже подпитывает, да. И много-много книжек, в принципе, по дизайну у меня тоже есть, то есть там различные про Баухаус, история создания искусства, да, это уже такие тоже дополнительные скилловые. Есть очень хорошая книжка про типографику, не вспомню автора, но она прям тоже все построена, то, о чем я всегда говорю, на сетках. Сетки. Ян Чихаль, вот, все вспомнил. И там все о сетках, модульные сетки, как все строится, как правильно. Книжка была создана еще там 50 лет назад, но она вошла в классику, например, дизайнерских книг, да, того века, да, то есть она была туда создана, все было понятно, все поэтому работали, и такие сетки никуда не исчезли, да, то есть все остается всегда на своих местах. Какой бы запредельно, да, странный не был тренд, да, как бы странно все не смотрелось, всегда есть основы. Вот, наверное, как-то так.
Спасибо большое. Да, читайте книги Да, это важно. и путешествуйте, да, тоже такое есть для Обязательно. дизайнеров. Обязательно. Кстати, это да, ты, Азамат, прям верно подметил, потому что мы здесь можем находиться, да, в своей коробке, мы видим тот дизайн, который видим, да, создаем что-то подобное, да, и почему мы иногда вот говорим, эти клиенты какие-то непонятные, что-то предлагают, они другого не видят, да, вот, они видят этот дизайн, такой же просят. Когда путешествуешь, видишь другие типы дизайна, да, там буквально, вот, я, например, ездил в Турцию, видел, например, серию магазинов, для меня стало удивительно, почему они все одного дизайна. Оказывается, да, то есть приходят, да, то есть с министерства или откуда, да, там, то есть культурное образование говорит, что смотрите, надо, чтобы у нашего города был единый облик, и они предлагают редизайн, да, скорее всего, да, за свой бюджет в едином стиле, да, они просто говорят, дайте нам название, а мы вам дадим, да, там флажки поставим, ваше название, поставим холодильники вот такие фирменные наши, да, и все, это все брендировано, получается, по всей Турции причем, да, во всех городах, куда не приедешь, да, то есть ты будешь понимать, что это все единая система, и это магазин, и ты никак не перепутаешь, да. То есть тут идеально, то есть офигеваешь таких вещей, как оно все работает. Поэтому, да, путешествие для дизайнера – это прям, ну, реально рост и must have. Ага. Классно подметил. Да, да, давайте потихоньку завершать. Пару вопросов. Алтынбек, микрофон, можешь включить, задать вопрос. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за очень полезный и интересный урок. Я у вас в портфолио заметил два таких похожих, схожих логотипа. Это Keylink и Сахта, да? Как бы два символа показаны как один, которые дополняют друг друга через одну линию. И вообще, как у вас происходит вот, самые первые, в самом начале работы? Вам приходят такие идеи, да, видения, и вам часто так хочется так повторить идеи предыдущих логотипов, да? Может, очень понравившийся вам логотип, там, стиль, может быть, идею, может быть, еще что-нибудь. Спасибо. Но тут, наверное, было все-таки неумышленно, да, то есть перенято, да, то есть это я тоже сказал про скрепку, да, вы такие запомнили, да, посмотрели, там что-то такое было, да, со скрепкой. Кстати, классно, что заметили, да, то есть оно там было где-то в начале презентации, потом опять промелькнуло. В плане того, что похожести, да, это абсолютно разные знаки, разные шрифты, в принципе, да, то есть о чем идет, да, речь, что мы можем что-то создать, да, то есть там в данном случае у меня был как-то даже интересный такой момент, да, в жизни, я разрабатывал логотип для бьюти-студии, Эксперт Бьюти называется. Я взял там букву Е, да, обыграл ее, все, мы утвердили, продали, все классно. Со временем мне звонит клиент еще раз, говорит, блин, это же ужас какой-то, вот там в какой-то другой студии тоже буква Е, представляете? Что я делаю? Я открываю Google, говорю, Е логотип, да, и у меня открывается там 100 таких букв Е, отсылаю человеку, говорю, смотрите, да, то есть никто не придумал ничего нового, букв Е в логотипе было тоже миллион, и я миллион первый, да, или там миллион второй, неважно. Но сама суть, смотрите, если вы подаете, да, какой-то логотип с другим цветом, другим шрифтом, другая композиция, это абсолютно другой бренд, другая считываемость. Иногда можно повториться, да, что-то где-то взять какой-то прием, да, то есть о чем говорят, что мы не то чтобы уже все есть, но многие приемы испробованы, да, что-то где-то схожее вы увидите, но если это изначально была ваша идея, вы доработали, переделали, сами подгоняли, точно все один в один нигде не копировали, вы не попадете один в один, невозможно, да, то есть сочетание цвета, шрифта, да, подхода, знака минимально, да, то есть это такие 4 параметра, которые повторить, представляете, если вы сами это делали, невозможно, да. Бывают такие моменты, когда что-то очень схоже, да, и это особенно будет считываться, если это какие-то крупные компании, да, там, например, студия Артемия Лебедева, да, их сразу будут там, представляете, там десятки тысяч дизайнеров за этим смотрят, да, вы там, не дай бог, где-то повторились, все это в этом дизайнера сразу уволят, то есть, да, он даже мог это неумышленно сделать, просто его идея была слишком простая, поэтому иногда мы там встречаем, например, в студии Артемия Лебедева, такие там трэшовые решения, потому что нельзя повторяться, да, то есть там да, в том случае это прям железобетонно, да. Я работаю с таким более мелким сегментом по факту, да, то есть у меня такой более средний сегмент, малый бизнес, да, и там уже там какой-то средний бизнес, да, и тут уже как-то риски поменьше, да, и поэтому иногда, к сожалению, да, бывает такое, что что-то такое простенькое, да, и сработает. Но имейте в виду, что вот этот Keylink я разрабатывал в 2013-м, а расстояние между до защити Сахта это 2019, да, или 2020 год.
Поэтому 6-7 разница. То есть я не каждый там день клепаю такие вещи. И плюс, да, интересный момент. Если будете внимательно смотреть фирменные стили, они каждый раз все будут по-разному, да, разрабатываться. В этом тоже идет фишка. Мне самому неинтересно, неприятно разрабатывать одно и то же. То есть типа взял, нарисовал, все, еще раз переделал, макеты перекрасил, типа готово. Да, то есть это не очень честно по отношению, например, к клиенту, да, делать такие же вещи, повторять у самого себя же, да, особенно если будет какой-то один и тот же клиент, если он увидит, что, блин, да хороший чувак, ты одно и то же берешь, копируешь, что за фигня, да, то есть за что я типа плачу деньги, да, это Ctrl-C, Ctrl-V, да, и мне самому хочется честно все отработать, честно все сделать, если не хватает времени, я обращаюсь к своим уже ученикам, которые уже становятся моими партнерами, да, то есть именно партнерами, с кем мы вместе работаем, они дорабатывают, вообще новый стиль появляется, я человек тоже уже там оплачиваю его работу, я получаю как бы законченный проект, все счастливы, все довольны, и мы еще не повторились. Вот так. Спасибо большое. Ребята, мы завершаем. Вот это точно последний вопрос. Давайте Эрджан Джентаев, и мы переходим к следующему последнему блоку. Давайте последний вопрос. Да. Спасибо большое еще раз. У меня Пожалуйста. вопрос такой. Когда мы с командой собираемся вместе работать над каким-либо сайтом или над логотипом, у нас появляется проблема создания, как придумать нам тон или же цвет подобрать. Мне очень интересно, какой ваш любимый цвет, какой цвет вы ненавидите и каким цветом пользоваться вы нам советуете. Сейчас я вам так отвечу на этот вопрос. Спасибо за вопрос. Но если придете ко мне на урок, у меня отдельная тема на цвета, она занимает 2 часа или 2 часа 30 минут. Я думаю, мы сейчас не будем с вами беседовать 2 часа или 2 часа 30 минут. Но если вкратце, я вам объясню так, что есть определенные инструменты, да, где можно понять и увидеть сочетание цветов, да, которые будут действительно работать, да, как будет хорошо смотреться при печати, да. Надо прекрасно тоже понимать, да, что такое контрастность, да, что такое цветовой баланс, да, то есть надо разбираться, то есть в тенях, да, как все будет смотреться, да, или наоборот в засветах, да, что хорошо распечатается, а что в коем случае нельзя давать, да, рекомендовать как цвет, да, будет это вообще распечатываться или только использоваться как диджитал. Вопрос сейчас был слишком обширный, поэтому, к сожалению, я не могу на него ответить, что мне нравится зеленый, красный я не люблю, давайте типа следующий, нет, да. То есть вообще теория цвета, да, как все происходило, да, то есть это целая отдельная, прям большая история, это целый отдельный урок. Поэтому, к сожалению, сейчас не могу на него так взять и просто ответить. Да, Тогда спасибо. у нас есть возможность, у нас появилась возможность в следующий раз обсудить насчет цветов, может быть. Да, давайте, Мгм. ребята, так. Миша нам пришел, рассказал. Если вы хотите дальше учиться, дальше развиваться, пожалуйста, записывайтесь на курсы Миши. Он стоит денег, но зато эти деньги вы быстро отобьете, если будете действительно трудиться и работать. И на самом деле Миша очень классный специалист. Давайте мы на этом, да, завершаем вопрос-ответ, потому что про дизайн можно рассказывать очень-очень долго. И да, переходим на следующий этап. Давайте по чуть-чуть тоже покажу то, что мы с Мишей дальше делали. Ой, ничего себе даже. Есть Groovy, Я Freedom это сколько Island. лет не видел. Здесь есть вот сайты, которые нарисовал, Интуиция. Вот как раз ему там в чате писали, он целый сайт был на этом Да. логотипом. Я только логотип там делал, да, Дениса. Да, Миша О, здесь еще иллюстрации. иллюстрации рисовал. В общем, нужно много-много работать, и да, получится там дальше. Переходим, да, к выбору логотипа. Вот у нас есть выбранный логотип Куздеми. Здесь уже инстаграмчик тоже уже немножко такой на тему осени. И вот наши победители. Первый логотип был такой: Куздеми Келечек Бизден Колобус, да. Второй такой логотип, и третий вот такой логотип. Давайте сперва поздравим наших победителей. Мы такой сделали виртуальный такой сертификат. Первое место, сертификат выдан Айтурган Карагуловой за присвоение первого места в конкурсе логотипов проекта Куздеми. Логотип, он не просто статичный, он еще такой анимированный. Миша
Сейчас тоже расскажет, почему он выбрал именно этот логотип. Второе место Шайыргуль Манаповой за присвоение второго места в конкурсе логотипов проекта Куздеми. Ура! И третье место Нурбек Болот Улу. Мой вопрос к Мише. Я у него не спрашивал, потому что я ему сразу доверился. Почему ты выбрал именно эти 3 логотипа? Что тебе не понравилось? Я на самом деле шел методом исключения, простите, ребят. То есть, к сожалению, да, но это факт, да, то есть вы не проходили супер большие курсы графического дизайна, построения, цвета, это действительно очень, да, специфическая профессия, в которой надо погружаться, разбираться, да, и я исходил из того, что точно нет и что ближе к да, то есть, в принципе, я сам, да, так работаю, я могу сам своих 12 логотипов построить, там, 20-30, и из них методом исключения мы будем переходить, да, методом воронки к одному какому-то, да, там, или 2 вариантам. В данном случае я точно так просто отметаю то, что точно нет, да, и прихожу к тому, где есть логическая разработка, да, идея какая-то того, что логотип смотрится, да, неплохо и все на своем месте. То есть в данном случае, да, как бы тут ни казалось странно, то все на своих местах, все очень простенько, да. Возможно, человек, кто это разработал, да, он просто угадал, но оно сделано действительно со вкусом. Возможно, был какой-то хороший референс или насмотренность, да, то есть и плюс еще то, что человек заморочился, сделал гифку. Это тоже, кстати, бонусы классно. И это отдельная часть, я тоже постоянно говорю на своих уроках, что всегда давайте бонусы, да, людям, всегда сделайте чуть больше экстра, да, даже если вам, тем более, даже если вам за это не платили, человек это оценит, поймет, да, и, скорее всего, к вам еще раз обратится. В данном случае мне очень все понравилось, все очень простенько, стильно, вкусно, да, оранжевый, скорее всего, это отсылка уже к осени, да, мы видим листочки, да, простые, да, шрифты, все на своих местах. Я уверен, что был какой-то хороший референс, да, и человек его повторил, да, и не прогадал. Он не создавал какие-то новые варианты. К сожалению, то, о чем я говорил, да, у многих была большая ошибка, что они придумывали какие-то там вещи, там что-то листок через перевести нотник и превратить, да, в какую-то там еще, допустим, мышку, еще что-то. Оно чаще всего смотрелось не так уж корректно, не простроено, человек просто рисует, не совсем понимает, что делает, к сожалению, да, такой результат, что это не выберу, да, то есть у кого-то провалы с цветами, да, то есть оно не сочетается, не смотрится, к сожалению, такое нельзя выбрать, да, и поэтому мы приходим к тому, что какие-то простые варианты, скорее всего, будут выигрышные, да, тот, который первый вариант выиграл, там ничего не надо переделать, второй, третий, чуть подкрутить, подвертеть, да, вот здесь, например, если его разбирать, вариант, мне понравилось, как подошли, да, к созданию буквы К, жаль, что этот элемент нигде никак не повторили, да, то есть в чем вообще брендирование, да, в чем суть, что мы какие-то элементы повторяем, да, показываем, и раз из этого потом строится брендинг. Тут в данном случае только буква К такая построенная, красивая, дальше все простенько. Но если тут К довести до ума, Ю, Z, все вместе придвинуть, ДМИ чуть приподнять, IT-марафон чуть приподнять, да, то есть главное, чтобы была, опять же, та же сетка, да, привести все к логичному виду, да, тогда все будет классно. Тут не было сетки, да, поэтому оно все, видите, плавает, раздуто, да, и из-за этого мы тоже вписываем в какие-то квадраты или в круги, чтобы всегда хорошо смотрелось. То есть если этот логотип, например, пишут в круг, он не будет уже классно смотреться, да, то есть надо сразу продумывать, как будет логотип смотреться дальше. И третий, Азамат, покажи, пожалуйста, вариант, да. Вот, то есть тут прикольные вот такие вот штучки, да, которые, не уверен, что очень классно, если человек их сам придумал, да, там покрутил, повертел, да, но шрифт максимально неподходящий здесь. То есть я бы посмотрел, подумал, еще что-то бы поделал, да, то есть, ну, вот эти квадратики смотрятся достаточно интересно. Я бы, наверное, даже если еще 3 квадрата убрал, я оставил один, потому что, ну, в принципе, прикольно смотрится, и какой-то такой Баухаус такой просматривается, да, то есть тут можно много еще каких-то идей там подкинуть, что-то вообще могут быть, да, там чаты, облака, все подходит в один круг. Я не уверен, что человек, не знаю, да, не могу утверждать, что продумывал именно такую идею, но мне понравилось, что вот когда видишь квадрат, это монолитность, да, есть внутри круг, да, это уже есть община. Не поверите, но да, в графическом дизайне не бывает случайных элементов, и надо их все рассматривать и искать во всем значении или объяснять, да, желтый, красный, то есть там все-таки отсылки какие-то осени есть, вот это можно приписать, что это какие-то диалоговые окна, и если оставить вот этот квадратик и подобрать какой-то классный шрифт, то это тоже будет классный логотип. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо, что нам помог выбрать Развернуто? логотип. Да, очень классно. Да, все, кто смотрит наш Инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. Мы здесь будем дальше рассказывать про наши проекты, про наши успехи. И обязательно подписывайтесь на канал Миши.
у него тоже очень интересные сторисы выходят, как он там Да, сторис особенно. тусит в Турции, в Стамбуле. И вот такие интересные. Про обучение, Да, кстати, про и то, как я строю обучение. многие кейсы, ребят, тоже подписывайтесь. Кто пойдет в дизайн, обязательно подписывайтесь, потому что я очень часто рассказываю, как я делаю те или иные вещи, что вообще, в принципе, я разрабатываю как дизайнер. То есть не думайте, что если я продакт-дизайнер, я просто руковожу проектами и ничего не делаю. Мне очень интересно самому не денег ради именно участвовать, да, в создании каких-то продуктов от самого начала, да, то есть создание просто технического задания, разговора с клиентами и видеть, как потом это превращается в что-то большое, крутое, классное. Вот поэтому, да, ребят, буду всех ждать, всем буду рад. Записывайтесь, да, подробно расписываем, это Азамат показывает, как вообще, в принципе, проходит обучение, сколько что стоит, какая программа. Если напишите мне, спросите про обучение, отвечу на ваш любой вопрос. Ребят, все в ваших руках, всегда знаете. То есть, Да. если куда-то только вкладывать, то, естественно, только в себя, да. Я точно так же покупаю другие курсы, также прокачиваюсь, в книги там вкладываюсь, потому что мы должны расти всегда. Никогда не стойте на месте. Спасибо большое, Миша. Спасибо всем за участие. Да, записывайтесь на курсы, пишите, учитесь, работайте, и все у нас получится, и у вас тоже получится. Всем спасибо. На этом мы завершаем нашу встречу. Всех благодарю. Не забывайте оставлять фидбэки, пишите Мише, пишите в комментарии. Выкладывайте в Да, сторис, пожалуйста, сторис Инстаграм. выкладывайте, да, Буду Миша всем будет. рад. Всех выложу. Всем спасибо. Да, всем спасибо.